Аналитическое нашего мероприятия. Давайте традиционно дуа проведем, тем более вот нам помогут в этом. Ну что такое? Ты же сказал, что готово. يا الله اخطب اخواتك شحمك يا الله فتحتي وفتحي ذلك يا قريبا يا الله يا ربي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله أكبر. Я думаю, что поскольку наши встречи, они не столь чисты, и мы можем видеть вот авторитетных людей нашей общины тоже не так часто, я думаю, что мы начнем с приветствия представителей старейшин нашей общины. Это Иса Хаматханов у нас, глава всей ингушской общины Москвы и Московской области, Весенгирей Гагиев, руководитель нашей культурной автономии, Багаудин Горданов, и если вы хотите, тоже можете сказать слово. Я прошу, простите, еще, конечно, наш депутат Харсиев, да, Алихан Харсиев нас почтил, это действительно очень из ряда вон, поэтому каждый должен, конечно, сказать какие-то слова молодым людям, и я буду очень рада, если вы их скажете. Иса, наверное, давайте, как это, давайте. Но надо сказать какие-то слова вам очень. Но только в регламенте, да, Багаудин, мы будем так. Он работает. Багаудин, он работает, ты можешь взять, сидя даже. Нет. Да. А он легко держится. Да. Так, слышно? Помоги. Прежде всего, я могу ласково Панович. Ласка дети, а поводу у вас гости. Лейбуцы была ласка. Это амбиация. Микрофон. Хорошо. Ну, во-первых, я хотел бы начать не с обычного, не с традиционного приветствия, а как бы сказать это точнее, чтобы не обидно было никому, и в том числе ей. Я хочу прежде всего сказать большое индусское барку вот этой прекрасной женщине. Я бы попросил вас даже поаплодировать. И почему я так беру на себя такую смелость? Ну, не потому, что я с ее отцом был знаком, близко довольно. Не потому, что она женщина, а потому, что это патриот с большой буквы, патриот ингушского народа. Это прежде всего для меня. Где бы вы ни были, по телевидению или так, вы всегда увидите ее принципиальную позицию. Поэтому большое вам спасибо. Я хотел бы особо поздравить нас с вами, как уже отметила ведущая, и поблагодарить депутата Государственной Думы, потому что не каждый депутат способен на такое, чтобы прийти сюда и показать, что у него тоже душа ингушская, что он тоже переживает, что он такой же простой смертный человек, как и все не депутаты. Я Харсиева благодарю за то, что он сегодня присутствует здесь.
Я просил бы также правильно понять меня, не потому что я уже седой и старый, а потому что я знаю, здесь я давно в Москве обитаю, так сказать, много мне приходилось общаться в таком вот контексте с товарищами. Мне всегда приятно было видеть вот этих вот людей, которые сегодня сидят вот здесь вот рядом со мной, потому что это люди, которые сделали немало для ингушского народа, в том числе и Иса, и вот товарищ Гагиев, которого уже упоминали, и известный хирург Хашиевна и другие. Я благодарю всех вас за то, что вы с душевной болью пришли сюда. А без душевной боли сюда прийти сегодня, именно сегодня, невозможно. И ни один настоящий ингуш без трепета в душе, без боли в душе не может смотреть на эти списки. Он не может видеть эти лица. А я вспоминаю, как я сам видел их воочию, изувеченных, искалеченных, лежащих на площади Согласия, которую я в свое время назвал площадь Разногласия. В Назране это было страшно. Дай Аллах, да, вы забирали. Ты нет, что лайцы говорит, что вы не видели такое, что нам пришлось увидеть. Вы не испытали ту душевную боль, вы ее испытываете, я вас понимаю, вы испытываете эту душевную боль, потому что она всех нас коснулась. Но не вы не испытали ее воочию. И слава Богу, что вы ее не испытали. Я очень хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия. Стоило Исламовича, да? Но я не удивляюсь, что он это мог сделать, и он это сделал. Потому что я знаю этого парня, потому что прекрасно знал его отца, знал их семью. Я благодарю действительно его. Да я не буду даже перечислять. Я просто скажу, благодарю тех, кто, не забывая об этих минутах, о тех страданиях ингушских, решил нам еще раз сделать, так сказать, больно в кавычках, напомнить нам об этой дате, об этих событиях, и тем самым не дать ингушскому народу забыть свою многострадальную историю. А я, поскольку я в возрасте человек, я вам скажу, я испытал еще больше. Я испытал и прелести казахстанской высылки, и многое другое. Но то, что с нами произошло в 1992 году, это событие, стоящее отдельной вехой на пути многострадального ингушского народа. У нас много таких вех, где мы вынуждены были страдать, не по своей вине. Но это, сейчас я не хотел бы сейчас вдаваться в подробности, почему это произошло, как это произошло. Это вопросы некоторых пунктов спорные, но тем не менее очевидны. Что это, во-первых, и в первую очередь, это не вина ингушского народа. Абсолютно. Даже если меня на этом месте расстреляют, я скажу, ингуши абсолютно не виноваты были в этом. И даже не столько еще и осетины виноваты. Хотя среди них, в первую очередь, виновных гораздо больше. Но это политика. И мы это все прекрасно знаем, что это политика. Такая же политика, которая ведется сейчас в отношении, допустим, разбазаривания ингушских земель. Точно такая же. Все сейчас Евкурова винят. Я тоже виню. Но далеко не вся вина Юрия. Это здесь. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому, ребята, наберитесь, я вас прошу, наберитесь терпения, но никогда не забывайте свою историю. Какая бы она тяжелая ни была, какая бы она ни была плачевной, историю забыть нельзя. Тем более нельзя нам ее забывать, поскольку вам жить еще
да, у нас чтобы еще 100 лет жили каждый из вас. И чтобы ваши дети знали, чтобы вы им говорили о том, что не вина ингушского народа в том, что с нами происходит. Во многих случаях не вина. Хотя мы сами далеко не безгрешны. Давайте будем честны с собой. Мы, вот зайдите, ребят, как вот молодым особенно говорю, вот зайдите на наши ингушские сайты в интернете. Вы что-то, какую-то грязь вы там не увидите. Галдин, это отдельная тема. Нет, это я знаю, что это отдельно. Просто у нас регламент. Нет, все иду. Это я к тому говорю. Не надо распыляться на такую ерунду, которая ничего не дает ни самому человеку, ни его народу тем более. Надо быть более целеустремленным и думать о своем народе. Я разум делаю. Я глубоко говорю, ничего не опасен. Я уверен, что он говорит, лахар белый. Вот все мы, особенно люди моего поколения, были свидетелями тех вопиющих несправедливостей, которые были проявлены нашими соседями и нашим высшим руководством. Я помню указ, который был издан Ельциным, где солдатам напрямую давалось указание, что дорогие россияне, защитники России, поступайте, как вам говорят. Все, что бы вы ни сделали, правильно или неправильно, все вам зачтется. И никто из вас не будет нести за это ответственность. Ну, я должен сказать, что и в 1944 году у нас предателей было меньше, чем у всех народов, которые жили в Советском Союзе. И в 1992 году, и в 1928 году, когда отняли у нас столицу, передали ее в угоду родственникам Джугашвили, Сталину. И сейчас, когда наши земли, не спрашивая нас, делят, это все истоки тех 44-х, 92-х, 2019 годов. Я бы хотел сказать, сколько можно терпеть ингушскому народу. Да, сжальтесь над этим народом. Я в связи с этим хотел бы поприветствовать не только ингушей, которые в большинстве собрались здесь, но и представителей других наций, которые поддерживают нас в этой справедливой борьбе, в нашей, так сказать, в нашем таком тяжелом положении. Большое вам спасибо. Были и суды, и были выступления, и были письма. Но все, что касается ингушей и справедливости, которую нужно проявить ингушам, это все считается преступлением. Кто из ингушей или сторонников ингушей хочет сказать правду, для него прямо как охота открывается за дичью на охоте и начинает преследовать не только тех, которые выступают, но и родственников, и близких, и бизнесменов, и служащих. Ну, я думаю, что в конце-то концов наступит этому конец. Капля, говорят, долбит каплю не силой, а частым падением. Вот таким частым напоминанием о своей справедливых, о своих требованиях. Наше руководство, в конце концов, может быть, смилостивится и решит вопрос ингушского народа. Но почему один ингушский маленький народ должен столько много страдать, в отличие от всех наших соседей? Благодарю вас. Я тоже буду говорить на русском языке, дорогие ингуши, дорогие гости.
позвольте приветствовать всех от имени Ингушской национальной культурной автономии города Москвы, поблагодарить организаторов, Марьям, Костова и Ибрагима. Они не только патриоты, но еще и высокие профессионалы в этой деятельности. Марьям я знаю по постпредству, какой вклад она вложила в этот процесс. И сейчас продолжает эту большую общественную работу. Это очень важно. То, что с нами произошло в 1992 году, одним словом, это геноцид. Все это твердо знают, и это так и надо называть. Тот период, все мы знаем, власти практически не было, гражданские институты очень слабо работали, и таким образом ситуация была использована, как здесь уже говорили, федеральной властью и региональными властями, и средствами массовой информации. Одним словом, вкупе все это было во вред нашему народу. Сегодня, да еще хочу сказать, власть вот весь этот период после становления республики не особо занималась этой проблемой пригородного района и все, что связано вот с этим геноцидом. Но сегодня последние события показали, что у нас сформировано гражданское общество, очень сильно, хотя в зачаточном состоянии. Мы показали, как мы можем сформироваться, объединиться и требовать от власти то, что положено ингушскому народу. Я надеюсь, что сегодня вот это гражданское общество будет контролировать, призывать наши власти вместе с нами и идти к цели. А цель одна – выполнить закон о реабилитации репрессированного народа. Вот в этом направлении мы будем работать, все общественные организации, гражданские институты, что в Москве, ингушской национальности, что в республике. Еще раз желаю нам всех в этом направлении успеха. Сказали старшие товарищи, я хочу следующее добавить. Я хочу, чтобы молодежь, которая здесь присутствует, чтобы она знала, что ингуши не готовились к этому конфликту. Потому что я сам был свидетелем того, когда этот конфликт начался, мы жили в Грозном с братом. Ну, стало известно нам где-то после 2 часов дня, первого дня там столкновения. Ну, мы выехали как нормальные люди туда и были на тех местах, где вроде такие горячие столкновения были. Если я там кого-то там задел бы, там, убил бы, да, я об этом не говорил бы, я там ничего не сделал. Но я был в этих селах, Куртат, Дачная и Камбелеевка, вот эти села. Что я увидел? Я увидел, что практически все наши жители ингушской национальности находились на месте. То есть к конфликту не готовились. Та сторона, которая совместно проживала лица осетинской национальности, их никого там не было. Вообще не было. То есть их заблаговременно предупредили и вывезли с этих населенных пунктов. А наши там бедолаги встретили этот конфликт без всякой подготовки, никакого оружия не было, ничего не было. Это первое. Я хочу, чтобы молодежь об этом знала, и те представители других национальностей, которые здесь присутствуют. Можно говорить двояко всякое, но на самом деле мы к нему не готовились. Накануне в самом Орджоникидзе, который сейчас называется Владикавказ, были собраны все по адресам, помечены были все дома, где проживали лица ингушской национальности. Кресты там, галочки, неважно. Всех работников МВД, которые там служили в этих органах, их собрали, там полковник Баркинхоев и другие, всех буквально. То есть их там вывозили куда надо. То есть у них было преимущество то, что они готовились, и в руках у них оказались не десятки, не сотни, а тысячи заложников. А мы, когда это услышали, наши, которые близлежащие села, с Базоркина, с других, с Назрани, ну, конечно, ответные действия предпринимали, у кого берданки, у кого палки. Вот такое у нас было вооружение, чтобы мы знали. Но народ у нас, конечно, мужественный,
все там готовы были умереть, чтобы не издевались над стариками, над женщинами. Все готовы были умереть. Это тоже я видел, когда там бронетехника шла там по Куртату, и на высотах сидели снайперы, а наши там просто под пули там шли. Вот такая была ситуация там, если говорить о самом конфликте. Но другое я хочу сказать. Прошло 27 лет, когда этот октябрь начинается, лично так же, как у всех здесь сидящих, там, которые постарше люди, ну, начинает там, я начинаю волноваться, потому что эта дата памятная, там, 31-е, 1-е, это страшная дата, ее нельзя забывать. Конечно, не нужно постоянно слезы пускать. Надо знать, что было такое серьезное мероприятие, которое в одностороннем порядке ингушский народ был оттуда депортирован. Вещи надо своими именами называть. Это факт. И сегодня 27 лет прошло, этот народ, который рассеялся по всему миру, потому что нет условий для проживания. Отдельно, значит, в отдельных классах учатся люди разных национальностей. Там, где учатся остинские дети, там не могут учиться наши дети. Ну и не только в Чермени, во всех там населенных пунктах такое. Поэтому мы должны добиваться своих прав сами. Если мы будем, вот если у нас замок будет вот здесь, у нас никаких прав не будет. При этом мы должны этих прав добиваться законными путями, которые нам наше государство, наша единая Россия, она для всех одна, она нам дает эти права. И есть закон, который... Уже отключает меня, да? Надоело. Нет, ты сам, наверное. Есть... Включи, да. Есть закон, как мы знаем. Это лучше. Есть закон, как вы знаете, закон о реабилитации репрессивного народа, который сегодня должен быть исполнен в части 3, 6 этих статей территориальной реабилитации. Поэтому ничего придумывать не надо. Мы очень законопослушные люди. Надо просто добиваться своих прав. Это первое. То, что последнее я хотел сказать. Сегодня, конечно, вот так получилось сумбурно. Мы видим, что молодежь, наоборот, молодежь здесь больше, что она не безразлична. Вот это меня радует и радует старших товарищей, радует. Это здорово. Хотя мы с вами мало работаем, мало проводим с вами беседы, объясняем вам, но вы должны знать, мы вот так оказались в этой ситуации, втянуты, не готовыми, из-за того, что мы претендовали на свое законное. Ну, я думаю, что есть возможность, когда вот такая молодежь, что учиться надо требовать исполнения этого закона, и все будет нормально. И, конечно, я отдельно хотел бы повториться, поблагодарить организаторов, это и Марьям, Костоев Ибрагим, вот Зауров, по-моему, Магомед, да, здесь? Не, Магомед, кажется, да, Зауров? Да, Магомед. И всех остальных, которые приняли участие в этом Далси Должен, Далишему Должен. Старшим дорогу. Абсолютно. Этикетный человек. Я бы хотел, я бы хотел построить так, не то, что я сейчас скажу что-то и как бы ограничить этим. Я бы хотел послушать какие-то вопросы, так как я все-таки депутат, и я вот в этом интернете как раз сказать по поводу этого интернета более, потому что сегодня не считаться вот с этим медиапространством, сегодня она формирует, не наши даты формируют наши взгляды, наше мировоззрение, о которых мы говорим, не Эздел, который мы постоянно про него говорим, пишем, Аллах Эздел, сегодня формирует вот эта помойка, наше мировоззрение. Оно на нас тоже влияет, в том числе и даже на меня, на других, на взрослых людей. Поэтому Аюб Гагеев здесь, у нас произошли какие-то события, будут какие-то вопросы, и я постараюсь на них ответить с точки зрения вот человека, который я вот сегодня представляю здесь. Давайте так сделаем, да? Хорошо.
И с особым почтением и радостью я хочу сказать для вас, уважаемая молодежь, к нам специально приехал на наше мероприятие наш уважаемый Аюб Гагиев, председатель Конституционного суда Ингушетии и, можно сказать, автор и боец, я бы сказала, легендарного того документа о несогласии с официальным договором по закреплению территории прошлого года, октября месяца. Он будет иметь специальную возможность говорить, а сейчас я хотела бы перейти к нашей основной части и сказать следующее. Вот в этих приветственных словах все по очереди, по существу изложили причину и начало все-таки не конфликта, не мероприятия, не события, а первой этнической чистки на территории постсоветской России. И очередная годовщина, я поэтому буду стараться покороче, потому что, учитывая и особость текущей политической ситуации, когда надо очень, очень аккуратно и очень грамотно следить за дефинициями, которые мы употребляем, несмотря на то, что они юридически обоснованы и фактически обоснованы, для того, чтобы никакое спонтанное, необдуманное, так сказать, решение по поводу, экстремистских, волюнтаристских, опасных разговоров не было пришито нам, да? Поэтому я буду исключительно цитировать источники, которые уже апробированы в большом пространстве Российской и Международной Федерации, и я буду говорить о людях авторитетных, то есть цитировать авторитетных людей, как связанных с высокой властью, также и связанных со средствами массовой информации, которые прошли испытанием времени. Так вот, очередная годовщина постсталинского преступления в пригородном районе Северной Осетии осенью 1992 года на сегодняшний день ставит перед нами очередные нелицеприятные вопросы в уже такую большую копилку государственных долгов перед народом, входящим в состав России. Для ингушского народа в 21 веке проблема депортации постсоветской, к сожалению, с повестки дня не снята для той части нашего народа, которая жила в пригородном районе Северной Осетии. И если сталинские депортации были осуществлены как преступный, безусловно, и бесспорно проект-результат, то депортации постсоветской части нашего народа, проживавшего в пригородном районе Северной Осетии, это перманентный разрушительный процесс отъема земли в первую очередь. Не говоря уже о других преступлениях, которые случились в 1992 году и имеют свои последствия прямые в сегодняшнем дне. И мы сегодня будем оперировать, как я сказала, только цитатами из уже опубликованных работ, например, профессора Тишкова, который на 92-3 год был министром по делам национальности, а впоследствии и по сей день директором Института этнологии и этнографии Академии наук Российской Федерации. Так вот, он сказал абсолютно чеканные, абсолютно четкие слова, которые не позволяют больше называть это преступление конфликтом, мероприятием и так далее, и так далее. Цитирую: «Осетино-ингушский конфликт, антропология этнической чистки», так называется его работа 1993 года. Честь и достоинство России, ее безопасность и территориальная целостность должны были быть обеспечены, как говорилось в большом документе, и я склоняюсь к мнению, что финальная трагическая стадия оказалась возможной, и условия для исполнения, когда высшее руководство России разменяло индульгенцию на этническую чистку, на возможность использовать ситуацию для решения проблемы восстановления власти над Чечней. К сожалению, мы были втянуты в эту чеченскую воронку именно в то время. Тишков же пишет:
А потом и профессор Авксентьев, это профессор Ростовского университета, который позже вместе с профессором Сампиевым сделали хорошую работу по данной тематике. Идентификация одной из сторон в этнических категориях должна привести к такой же и с другой стороны. Решающее участие федерального центра в лице своих органов, министерств и ведомств, армии и других силовых структур, как участников конфликта, не позволяет делать вывод о его чисто этнической природе. Да и сама линия этнического раскола строилась изначально не по этническому, а по политическому принципу. Доминирующая причина этого так называемого конфликта, как и его генезис, лежит в политике государства, в начале Российской империи, затем Советского Союза и Российской Федерации. И если оценивать этот так называемый конфликт и его открытую фазу в этнических категориях, то следует признать его русско-осетино-ингушским. Это следует хотя бы из факта участия военнослужащих русской национальности в конфликте, причем их участие было определяющим и в ходе и характере конфликта. Да и участие казачьих отрядов, захвативших затем в награду ингушские села в Терке и Поповом хуторе, невозможно сбросить со счетов. Однако, на наш взгляд, этнический раскол есть не только следствие, а не причина доминирующей линии этого так называемого конфликта, национальной политики государства. Объективно, национальной политики государства, и именно государства в лице федерального центра и государственной структуры Северной Осетии. Вот они являются основными действующими лицами в событиях 44-го, 57-го, 73-го, 81-го и 92-го годов. И с учетом вышесказанного мы определяем рассматриваемые события как этнополитический конфликт, поскольку третьей стороной оказалось население пригородного района и города Владикавказа ингушской национальности. Я думаю, что это очень важные и фундаментальные слова, сказанные очень грамотными людьми, и людьми, которые мыслят государственными дефинициями, потому что это все-таки на тот момент профессор Тишков возглавлял Министерство по делам национальности. А вот наша незабвенная, замечательная Ирина Александровна Дементьева, все работы которой на сегодняшний день, можно сказать, являются классическими, и вошедшая уже и в российскую, русскую, демократическую историю медиа, вот 90-х, нулевых годов, как хроникер, публицист и даже социальный аналитик, я бы сказала, и, безусловно, прежде всего, выдающийся журналист. Она сделала очень много работ, и, в частности, когда мы собрали весь объем, связанный только с пригородной проблематикой, оказалась целая книга. И поэтому эта книга выдержала тоже испытание временем. Она уже много лет, ну не то чтобы, это еще при жизни Ирины Александровны была издана, то есть лет 8 эта книга уже существует, и поэтому цитирование ее есть, значит, разрешенный процесс. Так вот, Ирина Александровна во многих своих работах акцентировала внимание на возрождении, слишком раннем возрождении в новой демократической постсоветской России фашистского момента во всем том, что касалось Северного Кавказа и, в частности, Ингушетии. Вот и некоторые выдержки. С первых дней конфликта в Северной Осетии и Ингушетии действует политическая цензура. Выступая на сессиях Верховного Совета Северно-Осетинской ССР, ее председатель Галазов об ингушском народе выразился так: «Мы пригрели на груди змею. Враг есть враг. Нелюди, бандиты сбежали на свою историческую родину, там им и место. С волками жить, по волчьи выть. Чем отличается ингушская агрессия от немецкой и так далее?» Она очень с карандашом скрупулезно работала с осетинской прессой все 90-е годы, начиная с первого дня этой катастрофы.
Здесь же она пишет: произошло невероятное. Писательская интеллигенция, соль земли, 33 республиканских писателя со страниц Северной Осетии обратились к своему народу с предложением провести референдум на тему «Жить или не жить с ингушами на своей земле?». Инженеры человеческих душ советуют не жить. Сегодня, кстати, эти газеты прячутся. Вы знаете, вот я даже выясняю, хорошо, в наших архивах все есть, но вот эта газета изъята из, так сказать, большого оборота, потому что все-таки осетины, молодежь осетинская творческая интеллигенция позиционирует себя как все человеки. И это невозможные вещи. Есть конкретные подписи 33 писателей. Наконец, само монументальное обращение. Братья и сестры, народ осетинский. Посмотрите, как в обращении просматривается стилистическое влияние речи Верховного Главнокомандующего Сталина, да, 3 июля 1941 года. История еще раз испытывает на прочность потомков громадного в прошлом скифа сармато-аланского государства. Державные земли, некогда принадлежавшие нам, сузились до маленькой Осетии. Каждый, кто гордится своей принадлежностью к аланской нации, уже сегодня должен осознавать роковой смысл предстоящих нам испытаний. Земля моя, отступать некуда. Понимаете, как вот эти слова отравляли эту осетинскую молодежь, осетин, которые, в общем-то, я считаю, на сегодняшний день находятся в более печальном положении, чем мы, потому что этот псевдоимперский, понимаете, пафос и комплекс неполноценности, он пагубен абсолютно, и он не предполагает возможности диалога, толерантного диалога, возможности спокойных и нормальных поисков пути взаимопонимания, потому что оно необратимо все равно, сколько бы еще 27 лет пройдет ли, все равно ни осетины, ни ингуши никуда не денутся оттуда. Здесь очень много важных вещей, но я бы хотела, вот выводы, которые она в одной еще статье своей сделала, это очень важные выводы. Антигалазовская оппозиция еще за 2 месяца до вооруженного конфликта обращалась к президенту России с просьбой детально разобраться не только с политической ситуацией, но и с фактами намеренного обострения межнациональной напряженности, проконтролировать расходование финансов, направляемых российским правительством в Северную Осетию. Люди, знакомые с политической кухней Владикавказа, предупреждали: в Северной Осетии уже давно произошло размежевание между коррумпированными, аморальными и вороватыми властями с одной стороны и с народом с другой. То есть, понимаете, чеченская проблематика — это одно, но и решение еще своих грязных, криминальных, так сказать, канализационных подводных моментов, это тоже было на повестке дня у тогдашнего правительства Осетии, возглавляемого профессором истории Галазовым, или он там профессор философии был. И, наконец, очень важные слова, которые она сказала в одной из своих статей, которые анализировались на многих форумах, я тому свидетель: национальная политика не может быть предметом дилетантских экспериментов. На территории России совершили геноцид над одним из российских народов, и мы должны что-то делать. В ином случае югославский вариант нам не грозит. Нам грозит нечто неизмеримое худшее. Это сказала Ирина Александровна Дементьева в 1993 году. В 1993 году. И еще один был важный момент. Она вспомнила, очень правильную провела такую параллель о том, что вот здесь говорили уже о том, как были помечены ингушские дома в пригородном районе для того, чтобы
значит, прицельно уничтожались только ингуши в селах и городе самом Владикавказе. Так вот, ей пришла жуткая параллель, но она ее все-таки проговорила. Это как, значит, в немецкой нацистской Германии Юденфрайм, то есть свободно от евреев. Мне говорит, она написала об этом, мне это напомнило нечто вот из опыта нацистской Германии. И как очень честный русский патриот, на этот период, не забудем, она работала в газете «Известия», она была спецкором газеты «Известия» по нашему региону, по всему Северному Кавказу. Она предупреждала, как могла, что это даже не югославский вариант, а еще даже хуже. Хорошо вот обращаться, да, вот к тем уже источникам. Я очень рада, что к тем источникам, которые опробированы временем, я очень рада, что в свое время нам удалось сделать вот такую книжицу, она весьма скромненькая, так сказать, и продолжает быть скромной, но здесь собран весь первичный объем документации с 92 года по 95 год. И эта книга, должна вам сказать, очень скромная типографски, но она находится во всех мировых институциях, связанных так или иначе с правами человека, значит, и европейских, и американских. Так вот, оказывается, нужно читать и перечитывать документы. Здесь никаких, так сказать, высоколобой аналитики нет, здесь в основном собраны только документы. Так вот, я хочу напомнить, значит, и мне самой было полезно это вспомнить, чтобы поразмышлять над сегодняшней ситуацией, связанной впрямую с событиями, впрямую связанными со сталинской национальной политикой депортации 1944 года. Потому что и октябрь, прошлый октябрь, и все события Ингушетии последнего времени, они прямое пролонгирование сталинского преступления. Так вот, в 1994 году, в марте, в Комитете по конституционному законодательству и судебно-правовым вопросам Совета Федерации заместитель этого комитета Елена Мизулина, она сегодня известна как такой яростный, такой экстравагантный депутат, значит, политик, но в свое время, как очень тщательный, очень квалифицированный юрист, она сделала интереснейший документ. Заключение о состоянии правовой базы по установлению чрезвычайного положения, это было, вот все помнят, те, кто в теме, сразу было вот несколько, значит, был такой режим чрезвычайного положения вот в зоне так называемого Остино-Ингушского конфликта. И вот она сделала заключение по документам, значит, о состоянии правовой базы в этой зоне. И она пришла к очень интересным выводам, которые, я бы сказала, сегодня, вот, в свете которых сегодня понятны некоторые вещи. Она проквалифицировала весь объем уже к 1994 году, это был большой массив, значит, этих переписок, этих нормативно-правовых актов, туда-сюда, значит, для вот, значит, стабилизации ситуации, положения беженцев, населения и так далее, и так далее. И вот она пишет: сложившаяся устойчивая система неисполнения нормативно-правовых актов, о чем свидетельствует частые повторы, требования необходимости исполнения одних и тех же обязанностей. При этом отсутствует какое-либо упоминание, даже опосредованное, о причинах неисполнения. Понимаете? То есть сразу было задано вот эта методика и стиль, так сказать, юридико-правовых вот исполнений, неисполнений властью своих же вот документов. Четырежды определение границ Ингушской республики, тогда так называл, поручалось Государственному комитету по делам Федерации и национальности, позднее Государственной комиссии при правительстве РФ, и дважды
Ответственность на это возлагалась лично на Шахрая. Границы и территории Ингушской республики до сих пор не определены. Во всяком случае, отсутствуют нормативно-правовые акты, которые бы это устанавливали. Выяснение причин и привлечение к ответственности виновных отсутствует в самих документах. Правовая антология разрешения этого конфликта, это она все анализирует, вот вал этих документов. Этого вопроса в представленном массиве нормативно-правовых актов свидетельствует о стремлении авторов найти причины неисполнительности и устранить их через интерпретации, обязывающие или уполномачивающие формы поведения определенных государственных органов и должностных лиц. Незамедлительное освобождение заложников и розыск без вести пропавших не исполняется. И вывод. Отсутствие в НПА, нормативно-правовых актах, мер юридической ответственности за неисполнение обязанности незамедлительного освобождения заложников делает саму проблему невозможным решением проблем, делает саму возможность решения проблемы весьма прозрачной. Ужасающий вывод, который в 1994 году еще был сделан. Кроме того, что интересно, она заметила, очень правильно. Хочу немного остановиться на качественности юридического языка этих документов. Мало того, что ни один НПА не предусматривает мер ответственности за его неисполнение, но и обязанности формируются так, что если даже бы это и было предусмотрено, за их неисполнение применение мер ответственности вряд ли стало бы возможным. Разве можно зафиксировать факт неисполнения обязанности, которая облечена в такую формулу, например, как ускорить работу по определению границ или принять необходимые меры? Она цитирует, дает номера этих документов. Принять исчерпывающие меры. То есть язык НПА должен быть точным и лаконичным, таким, чтобы каждый, кому принадлежит его исполнить, мог понять, что он должен, а чего он не должен делать, и какие последствия он будет иметь, если поступит не так, как должно, а как не положено. Требование точности юридического языка тем более возрастает применительно к нормативно-правовым актам, призванным урегулировать и без того неопределенную, запутанную, конфликтную сферу взаимоотношений людей. Мне кажется, это очень такой мало изученный и мало проанализированный документ, но он очень сильно помогает. Например, вот сегодня, когда я смотрела эти очень драматические факты видео стояния людей, помните, да, вот несколько месяцев назад представитель Генеральной прокуратуры приехал в Ингушетию и вел прием по поиску без вести пропавших людей. Их 192 человека все-таки продолжает оставаться быть. И вот это очень тяжелая картина была, потому что туда собралось много людей с 92-го года, не знающих ничего о своих близких, пропавших. И комитет по поиску, и, значит, всяческие комиссии по поиску никакого счастья и результатов не принесли. Были собраны все, значит, заявления, опять, видимо, такой неслабый массив нормативно-правовых актов будет впоследствии, но мне очень понравилось также размышления правозащитника и публициста Руслана Парчиева по этому поводу, который очень правильно охарактеризовал то, что происходит вот с этой частью особо обездоленных людей на сегодняшний день, находящихся в поиске своих родных и близких. Он также отсмотрел эту ситуацию вот, с приездом представителя Генеральной прокуратуры и написал такое, прямо скажем, такое очень
Но это не реплика даже, это такое политическое эссе, я бы сказала. Следствие провело огромную работу по отказам в признании потерпевшими по делу родственников без вести пропавших. Такую же огромную работу провел комитет по без вести пропавших. То есть это все были комитеты. Не только не советуя продвигать эти отказы по национальным судебным инстанциям и далее в ЕСПЧ, но и практически препятствуя своей деятельности в этом. Слоняясь по различным правительственным и международным организациям под контролем ФСБ и других заинтересованных структур, как, например, правительство Евкурова, их водили за нос, управлял ими, как Хаджа Насреддин, как Хаджа Насреддин ослом. То есть управление было как Хаджа Насреддин ослом, подвесив впереди морковку. Ну, так сказать, ирония такая. И вот это все его, значит, как человека, находящегося внутри процесса, потому что он правозащитник, он работает в этой сфере в пригородном районе по пригородной проблематике, он пишет: это убеждает в том, что работа по ингушским пропавшим без вести контролировалась всегда ФСБ. И эти органы понимают, североосетинские события 1992 года по своим правовым последствиям для России гораздо страшнее чеченских войн. Я впервые с этим столкнулась, вот так, чтобы увидеть это черным по белому, которые, несмотря на масштаб катастрофы и количество погибших, тем не менее не рассматриваются как акт геноцида. Некоторые правозащитные организации и российские националисты пытались возбудить дело по факту геноцида в Чечне. Одни чеченцев, другие русских, но и те, и другие вскоре бросали эту затею из-за отсутствия фактов. На вопрос, почему же ФСБ препятствовало расследованию гибели всего менее 200 заложников, пропавших в Северной Осетии в 1992 году, и продвижение их дел в ЕСПЧ, хотя бы по точно таким же чеченским делам, в том числе и тех, в которых жертвами были ингуши, по чеченским делам не препятствовало, ингушам же, да? Есть только один ответ. Расследование и выявление виновных указало бы на факт страшнейшего преступления, в частности геноцида и участия в нем должностных лиц России. Здесь надо знать, что Россия правопреемница СССР, страны, подписавшей концепцию о геноциде и наказании за него. У него своеобразные выводы, я думаю, что с ним можно соглашаться или нет, но он сказал абсолютно точные слова, если учесть еще и то, что в этой же работе у Ирины Александровны есть протоколы допросов тех генералов, начиная с Шойгу, которые участвовали в преступлении против ингушей. И это очень согласуется с тем, что пишет, о том, что пишет Руслан Барчиев. Я думаю, что мы абсолютно созрели для того, чтобы я даже вот не будучи юристом, но выбрала вот как бы такую юридико-правовую ипостась и как бы приуготовила нас всех к выступлению, которого мы все ждали, нашего дорогого Аюба Гагиева, который, я думаю, что и в связи с договором по чеченской проблеме, и по сегодняшней ситуации, возможно, прокомментирует или поделится своими размышлениями о наших тревогах, верны ли наши тревоги в ожидании вот такого же несправедливого договора по Северной Осетии, по пригородному району чеченскому. Пожалуйста, Аюб. Я тоже хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить организаторов этого мероприятия. Я первый раз, конечно, участвую здесь, в Москве, в таком формате. Действительно очень важно, что сегодня присутствует очень много и молодежи, и мы не забываем о тех трагических страницах истории. Люди не должны забывать и о хорошем, и о плохом. О плохом тем более нельзя забывать. Почему? Потому что если ты забудешь о плохом, то оно повторится через определенное время, к сожалению.
из плохих страниц, из трагических страниц все-таки важно, на мой взгляд, извлекать уроки. Зачем нужно эти уроки извлекать? Для того, чтобы предотвратить повторение таких трагедий в будущем. И намечать те меры, какие-то определенные мероприятия, решения принимать, чтобы можно было потом препятствовать, превентировать какими-то вот такими мерами профилактическими возможные неблагоприятные вот такого же рода события в будущем. Касаясь вот трагедии осени 92 года, Цигвейбейна, порцию Балаждукнах Бадал, Ештол, Царядал, это был дверь замок нам нужно признать, и власти региональные в первую очередь, и обществу нашему, что спросить себя первое, а сделали ли мы достаточно для того, чтобы, во-первых, для поиска без вести пропавших, для восстановления памяти и, точнее, для установления точных обстоятельств гибели этих людей, вообще для расследования в целом вот этой трагедии 92 года. Вот один пример приведу. Да, понятно, да, что делает власть, я много лет работаю во власти, чиновники выполняют определенные какие-то установки, которые им дают, не более того. А что тогда должно делать общество, если власть бездействует? Общество должно самоорганизовываться. Вот давайте зададимся вопросом, а есть ли у нас хоть одна общественная организация в Ингушетии или в России, которая занимается проблемами беженцев из пригородного района? Нету ее. Тогда давайте зададимся вопросом, почему ее нету? Что нам мешает ее создать и наладить ее работу? Ничего не мешает, кроме нашей безответственности и нежелания. То есть мы не только должны критиковать власть, чиновников и так далее, мы должны смотреть на себя и думать над тем, что мы делаем и как мы делаем для того, чтобы себя сохранить, для того, чтобы оградить в будущем себя от подобных трагедий. И если мы такие решения не будем принимать, я говорю именно об обществе, о людях, о гражданском обществе, тогда нам будет очень тяжело в будущем. Совсем недавно, опять же, касаясь этой проблемы и последствий событий 92 года, изучая документы, я обнаружил, что, точнее, пришел к выводу, что те множество нормативных и ненормативных правовых актов, которые были приняты, начиная, может быть, не только с 1944 года, мы когда говорим о прошлом нашего народа и о репрессиях, мы обычно начинаем говорить о 1944 году. А на самом деле эти незаконные решения, незаконные акты, противоправные, нарушающие коренные права и интересы нашего народа, их начали принимать гораздо раньше. И теперь мы с коллегами задались такой целью, и мы сформировали определенную экспертную группу из числа наших юристов. Я разговаривал по этому вопросу и с Бексолтом Сайнероевым, и с Мочкой Султыговым, Султан Ерезейтом, это наши доктора наук, профессора, другими коллегами. И мы договорились, что мы ее создали, в принципе, экспертную группу. У нас есть такая общественная организация, как Ингушское региональное отделение Ассоциации юристов России, которую я тоже возглавляю. И в рамках деятельности этого регионального отделения мы создали экспертную группу, и мы поставили перед собой такую цель. Мы должны подготовить, может быть, до конца года мы сумеем это сделать, мы должны подготовить экспертный доклад и дать общественную правовую экспертизу всех правовых актов, принятых органами власти Союза СССР, РСФСР, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, нарушающих права и законные интересы ингушского народа. И начиная аж с 1924 года. Я думаю, что в ближайшее время мы эту работу, мы придем к определенному результату, мы обязательно, как только будет этот доклад подготовлен, его обнародуем, если будет возможность, опубликуем, для того, чтобы на будущее, любой человек, любой гражданин мог посмотреть, увидеть, этапы этой политики, связанной
с ущемлением, с нарушением прав, свобод ингушского народа. Вот есть и множество других мер, которые мы можем и должны принимать. Во-первых, чтобы мы действительно до конца добились и на государственном уровне, если нужно, и на межгосударственном уровне расследования событий 1992 года и того, чтобы была дана все-таки наконец-то правовая оценка. Если на государственном уровне добьемся, то замечательно. Если не добьемся этого, то хотя бы на общественном уровне мы должны добиваться, сделать все возможное, что в наших силах, чтобы дать конкретную правовую оценку этим событиям, и чтобы мы на будущее, на поколение вперед знали, что произошло, кто сотворил вот эту этническую чистку и массовое нарушение прав граждан, и какие последствия наступили для нас, для нашего народа в результате этих страшных событий. Я надеюсь, что и здесь наши соотечественники, те, кто в Москве, и наша, в первую очередь, молодежь тоже не останется в стороне вот от этого процесса. И я назвал лишь только одно небольшое мероприятие, одно из, скажем так, направлений, которым мы можем работать для того, чтобы восстановить права и народа в целом, и конкретных людей. Опять же, касаясь событий, и даже больше последствий событий осени 1992 года, очень мало и крайне недостаточно мы работали и до сих пор не принимаем должных мер с международно-правовыми институтами. Да, у нас возникала проблема, вот вы сейчас в докладе об этом затрагивали, Мариам, по поводу обращения в Европейский суд по правам человека. Это было связано с тем, что Россия ратифицировала соответствующую Европейскую конвенцию только в 1998 году, и там возникали вопросы подсудности обращений и наших жалоб к Европейскому суду. Но есть такой очень, может быть, это и не судебный орган, это квазисудебный орган, есть такой орган, как Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека. Мы практически не используем потенциал возможностей этого органа. Мы не используем возможности международных правозащитных организаций, поскольку многие вещи действительно для нас сложно, поскольку реально, да, вот осилить, да, тем более на международном уровне довести до сведения международной общественности вот об этих проблемах, то, конечно, мы нуждаемся в помощи и поддержке и этих организаций, и специалистов в области международного права, чтобы мы могли в сконцентрированном виде подготовить необходимые документы, материалы и направить их в соответствующие международно-правовые инстанции. Над этим, я думаю, в будущем надо работать. И в первую очередь надо думать о молодежи, в первую очередь моим коллегам, юристам, тем, кто учится, тем, кто закончил, думать над этим, как мы будем это делать и что мы будем делать конкретно. Вот это то, что касается моей мысли по поводу событий 92 года. Конечно, можно говорить очень долго. Я думаю, каждый присутствующий, даже у молодых людей совсем, тех, кто родился даже после событий этих, есть что сказать об этом, но важно немного говорить, на мой взгляд, а важно, что мы будем делать и каким результатом придем в будущем. Выше обозначили вопрос, связанный с событиями 2018 года. Это уже свежие события, да, и это опять еще раз ставит перед нами вопрос о том, как наше общество реагирует на те события, которые происходят с нашим народом и с теми нарушениями прав и законных интересов ингушского народа. Я абсолютно убежден в том, что для любого ингуша главной целью, общенациональной целью должно быть сохранение и развитие республики. С моей точки зрения нет ничего более важного для народа, для общества в целом, чем то, чтобы у нас республика, та республика, которую мы с огромными усилиями, огромными стараниями ее создали, чтобы эту республику сохранить и развивать, чтобы мы имели перспективу, чтобы молодежь имела перспективу. И в ряду этих событий, которые
непосредственно покушаются на государственность республики, и такими событиями вот так можно оценить, охарактеризовать то, что произошло в 2018 году осенью. Это вот это злополучное соглашение о границе с Чеченской республикой. Так получилось, что вот этих событиях, связанных с определением границ, с этими всевозможными переговорным процессом, вот я принимал в этом самое непосредственное участие, еще и потому, что в конце 2008 года, после выхода известного федерального закона 207 о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетия, Чеченской Республике, была создана у нас в республике комиссия по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской Республики по определению границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. И так получилось, что все 10 лет существования этой комиссии единственным человеком, который неизменно оставался в этой комиссии, был я. Все там менялись, председатели менялись, члены комиссии менялись, у нас чиновники меняются достаточно много. Поскольку я вот оставался в должности своей, вот, скоро срок полномочий моих заканчивается в декабре, вот, все эти больше 9 лет я был членом этой комиссии, непосредственно знаю весь ход этого процесса, связанного с подготовкой документов, с анализом, с тем, как мы устанавливали муниципальные границы. Вот несколько тезисов хочу высказать. Вот, в 2008 году, в конце 24 ноября 2008 года, муниципальные границы. Более того, мы обязаны были определить на своей территории статус, придать населенным пунктам статус муниципальных образований и между ними произвести размещение. И тогда, конечно, опять возник вопрос, и многие помнят, особенно наши старейшины помнят, тот съезд народа Ингушетии, который был создан в январе 2009 года по этому вопросу. И тогда тоже были разные мнения, что делать и как поступить. И по сей день вот, раздаются вот, некоторые голоса, утверждения, что нам нельзя было принимать в 2009 году известный наш республиканский закон о границах муниципальных образований, закон 5 РЗ. Вот в этой связи возникают два вопроса. И я их адресую тем, кто мне их лично никто не задавал, но я просто, может быть, предвижу это и читал вот, и в сети интернет, и в средствах массовой информации, вот, тем, кто задают эти вопросы. А что было бы, если мы не приняли бы этот закон? Там два закона было принято, 5 РЗ, 6 РЗ. Один закон устанавливал непосредственно границы и статус определял муниципальных образований, второй закон определял порядок формирования органов местного самоуправления. Что в юридическом плане изменилось бы, в плане того, что мы смогли бы отстаивать дальше свои интересы, права, неприменимы эти законы. Это раз. Второе. Чисто юридически я знаю, какие последствия наступили бы. И мы тогда их анализировали, когда принимали эти законы. Ведь не просто было взять на себя эту ответственность и пойти на этот шаг. А тогда действовало, опять же, вот в другом федеральном законе, мои коллеги могут посмотреть, 131 федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления. Там были специальные нормы, которые определяли, что если субъекты, в том числе и Республика Ингушетия, не определяют свои муниципальные границы, то это делает Министерство регионального развития Российской Федерации. Было такое министерство тогда. И это министерство было наделено полномочиями. В том случае, если субъекты не принимают необходимые законы, они своим приказом наделялись правом установить эти границы. Более того, на тот момент мы ездили в это министерство. У нас тогда председателем правительства был Гайсанов Рашид Ахаев. Мы с Рашидом ездили в Министерство регионального развития, встречались с заместителем министра регионального развития, была такая Ракова. Она сейчас работает заместителем мэра Москвы. И нам было сказано, что если в установленный срок вы эти законы не примете, Республика Ингушетия, то соответствующий проект приказа региона готов. И определение муниципальных границ будет произведено приказом Министерства регионального развития
И причем они пошли бы по самому легкому и простому пути. Просто определили бы имеющиеся на тот момент в общероссийском классификаторе административно-территориальных образований, АКАТа, так называемые, населенные пункты, и придали бы им статус и определили бы так границы, как они посчитали бы нужным. Вот что нас ожидало в том случае, если бы Республика Ингушетия не приняла бы эти законы, и что мы... Предотвратили. Да. И почему вот одной из причин, наряду вот с требованием вот этого федерального закона, было принятие вот этого нашего республиканского закона. Более того, и Конституция Российской Федерации, и Конституция Республики Ингушетия требуют, предусматривают, что должны действовать одним из уровней власти публичной, должны быть органы местного самоуправления. У нас на 2009 год органов местного самоуправления республики не было, вся вертикаль власти была исполнительной властью, они назначались указом тогда президента, а сейчас главы Республики Ингушетия. Эту систему мы должны были привести хотя бы для того, чтобы не нарушать Конституцию собственной республики, привести в соответствие и принять соответствующий закон. Что произошло потом, если вот так тезисно пойти по этой проблематике? Причем вот когда мы устанавливали вот эти муниципальные границы, мы использовали что? Те материалы, которые на тот момент уже были. Вот если мы говорим сейчас чисто о вопросе с границей с Чеченской Республикой. Чеченская сторона приняла закон о муниципальных границах раньше нас. Чеченская сторона раньше Республики Ингушетия разработала и утвердила свою схему территориального планирования. Есть такой документ, который принимается в соответствии с градостроительным кодексом Российской Федерации. И эту схему они еще в 2008 году направили на согласование правительства Республики Ингушетия. И границы между Республикой Ингушетия, сопредельные границы двух муниципальных районов Республики Ингушетия и Чеченской Республики были обозначены как те границы, которые существовали между Сунжинским и Ачхой-Мартановским районом бывшей Чеченской Ингушетии, за одним исключением. Основываясь на протоколе Кадырова-Зязикова 2003 года, они включали в состав своего Сунжинского района населенные пункты Серноводск и Асиновскую, а во всем остальном граница была очерчена как граница между двумя районами, Сунжинским районом и Ачхой-Мартановским районом Чеченской Ингушетии. И точно так же эта граница была и не воспроизведена в законе своем 6 РЗ Чеченской Республики. И мы, когда устанавливали нашу границу Сунжинского района, сопредельного с Ачхой-Мартановским и одноименным Сунжинским районом Чеченской Республики, исходили из той границы, которая на тот момент сложилась. И никаких споров на тот момент, никаких требований от органов власти соседнего региона, потому что мы якобы каким-то образом неправильно определили эту границу, не было. Первые вот эти требования, претензии появились спустя 1,5-2 года, и они были связаны с тем, что якобы в состав Сунжинского района мы необоснованно включили участок лесного массива, это примерно 18 с лишним тысяч гектаров земли, которые в 1983 году были переданы для пользования из состава Сунжинского лесхоза в состав Ачхой-Мартановского лесхоза приказом Минлесхоза РСФСР. Вот речь шла об этой территории, что якобы, поскольку лесной массив закреплен за Бамутским лесничеством Ачхой-Мартановского лесхоза, что это, они полагали, территориально должна относиться к Чеченской Республике. Они обращались с соответствующими письмами в федеральные ведомства, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство природных ресурсов. У нас все эти документы есть. И есть заключение этих ведомств о том, что эти требования не обоснованы, о том, что передача земель лесного массива в пользование от одного субъекта хозяйствующего к другому субъекту никак не влечет изменений границ между субъектами и даже районами. И здесь федеральный центр на тот момент эти попытки не поддержал и отклонил. Затем в 2012 году
соседний субъект наш принимает закон, которым указывает, что целый ряд муниципальных образований, входящих в состав Республики Ингушетия, они объявили, что это муниципальное образование Чеченской Республики. К сожалению большому, органы государственной власти Республики Ингушетия не приняли должных мер по оспариванию этого закона. Были отдельные попытки, там, в частности, парламентом направлялось обращение в Генеральную прокуратуру, но дальше этого ничего не было сделано. Более того, были предложения с нашей стороны о том, чтобы, поскольку вот такое принято совершенно вопиющее с правовой точки зрения и необоснованное и несправедливое решение, то принять и в качестве ответной меры соответствующий закон Республики Ингушетия внести изменения и закрепить те населенные пункты, которые исторически и юридически принадлежали Республике Ингушетия, в частности и Асиновскую, Серноводск, Бамут и другие населенные пункты, их требовать возвращения в состав Республики Ингушетия. Этого сделано не было. И вот в 2018 году вот, в таком скоропалительном режиме, непонятно, чем это было обосновано, во всяком случае, я не знаю, я не видел никаких документов. Много раз до тех событий общался с руководителями республики. Никто мне так и не смог вразумительно объяснить, чем вот, мотивировано было вот, заключение вот этого соглашения 26 сентября 2018 года. Вот появилось вот это соглашение. Затем последовало, как вы помните, обращение группы депутатов Народного собрания Республики Ингушетия в Конституционный суд Республики Ингушетия. И 30 октября 2018 года мы разгласили постановление, я уже говорил, из средств массовой информации по данному постановлению. Здесь все было очевидно. Абсолютно очевидно, я абсолютно со всей ответственностью могу заявить, что в соответствии с законом Республики Ингушетия о референдуме Республики Ингушетия такое соглашение не могло быть утверждено Народным собранием Республики Ингушетия. У них не было полномочий принимать этот закон. Только на референдуме Республики Ингушетия путем голосования народ республики мог принять соответствующее решение. Этот закон до сих пор действует, несмотря на попытку провалившуюся его изменить в марте 2019 года. И этот закон четко, однозначно предусматривает, что изменение территории или границ Республики Ингушетия влечет необходимость утверждения такого соглашения на референдуме. Наши оппоненты, и в том числе коллеги наши из Федерального конституционного суда, заняли такую позицию, что речь идет не об изменении границ, а об установлении границ. А никто не спорит с этим тезисом. Мы не говорили, мы не вдавались в Конституционный суд Республики Ингушетия вот, проблематику установления или изменения границ. Мы говорили о том, что изменяется территория Республики Ингушетия. Она уменьшается, причем существенно уменьшается. А нам могли, хотя прямого нет, ничего об этом не говорит и Конституционный суд, и другие, кто высказывался по поводу этого решения, что вот территория, она якобы не определена. Ничего подобного. Территория определена. И это следует из закона, опять же, 131 федерального закона, который четко говорит, что территория субъекта Российской Федерации разграничивается между территориями поселений. Там есть прямая, четкая, ясная норма об этом. Мы разграничили территорию, та, которая на момент принятия закона находится под юрисдикцией Республики Ингушетия. Мы ее разграничили в 2009 году между муниципальным образованием. Она изменилась в результате подписания соглашения 2018 года? Однозначно изменилась. Следовательно, не касаясь вопроса изменения или установления границ, уменьшение территории Республики Ингушетия влечет необходимость утверждения такого соглашения только на референдуме. Второе принципиальное основание принятия этого решения то, что при изменении территории муниципальных образований Конституция Российской Федерации, Конституция Республики Ингушетия, федеральный закон, республиканский закон
требуют учета мнения населения этих муниципальных образований. Никто при подписании соглашения в 2018 году мнение наших населения тех муниципальных образований, территории которых изменились, не спрашивал и не выявлял не только даже население, но даже представительных органов этих муниципальных образований. Ни одном муниципальном образовании не было, этот вопрос не был рассмотрен, и представительным органам не было дано согласие на изменение территории. И третье принципиальное основание принятия этого решения, оно заключается в том, что при принятии Народным собранием Республики Ингушетия закона об утверждении соглашения были грубым образом нарушена процедура принятия этого закона. Никогда, я вас уверяю, я смотрел специально, ни в Советском Союзе, ни в Российской Федерации, ни в современной России ни один закон не был принят тайным голосованием. Вот если вы найдете, поищите, скажите мне, когда какой закон был, вот, начиная вот с того момента, как в России начали приниматься законы Государственным Советом, по сей день, чтобы один закон был принят тайным голосованием против этого, кроме этого закона. И не было этой нормы, и нет до сих пор этой нормы на регламенте Народного собрания, которая допускает возможность принятия закона тайным голосованием. Это раз. Второе, поскольку из нашего первого тезиса о необходимости проведения референдума вытекает, что парламент вообще не правомочен этот вопрос рассматривать, то есть сам закон принятия его является абсолютно с правовой точки зрения нелегитимным. Вот поэтому Конституционный суд Республики Ингушетия принял то решение, которое было принято. И тут после того, как мы все знаем прекрасно, что после этого последовало обращение главы Республики Ингушетия в Конституционный суд Российской Федерации, который фактически обжаловал решение Конституционного суда Республики Ингушетия, чего делать по закону нельзя. Но наши коллеги почему-то этот запрос рассмотрели и приняли вот то решение, которое было оглашено 6 декабря 2018 года. И в этой связи возникла очевидная правовая коллизия. Какая коллизия? Дело в том, что в соответствии с Федеральным конституционным законом о судебной системе Российской Федерации решения, принятые конституционными уставными судами субъектов Российской Федерации, не могут быть пересмотрены иным судом. Просто не могут быть. Ни Конституционным судом Российской Федерации, ни даже Европейским судом, никем. Таков закон. И пока этот закон не изменен, то никто не может принимать там решения. Они себе это право придумали, они часто такое делают, кстати, и написали вот это, издали вот это решение. С юридической точки зрения абсолютно ничтожное решение. Теперь возникает вопрос, а действует ли в связи с принятием Конституционным судом Российской Федерации то решение, которое было принято Конституционным судом Республики Ингушетия? Отвечаю, действует. Оно никуда не делось, его никто не отменял, его никто не может лишить юридической силы. И с этой точки зрения, поскольку я говорю чисто о юридической стороне вопроса, а не о фактической. И в этой связи, поскольку закон Республики Ингушетия был признан несоответствующим Конституции Республики Ингушетия, а решение Конституционного суда Республики Ингушетия вступает в силу немедленно после его провозглашения, а провозглашено оно было с 30 октября 2018 года, то с этого момента, с того дня, этот закон является ничтожным и не имеющим юридической силы. Следовательно, то соглашение, которое подписано в 2018 году главами Чеченской Республики, Ингушетии, Чеченской Республики, оно не имеет юридической силы. Кто бы, что бы, какие документы по нему не принимал. Это чисто правовая точка зрения. Я, конечно, не могу говорить о политической составляющей, мой судейский статус меня в этом ограничивает. Я говорю чисто о юридической стороне вопроса. И наша задача в первую очередь и Института гражданского общества, чтобы мы заняли вот такую принципиальную, однозначную, четкую позицию. И ни в коей мере от этой позиции не отходили. Кто бы что нам не навязывал. Что касается вопроса, который тоже Марьям в докладе озвучила, и предварительно на этот вопрос передавал Ибрагим Хастоев,
по вопросу, связанному с возможностью объединения субъектов, укрупнения регионов. С точки зрения закона все ясно и понятно. Здесь очень легко можно любому человеку объяснить. И есть действующий федеральный конституционный закон о порядке принятия в состав Российской Федерации и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Этот закон прямо предусматривает, что возможность объединения, причем, что удивительно, этот закон допускает только один вариант образования нового субъекта путем объединения. Ну и в этом случае закон прямо предписывает, что должны быть проведены референдумы во всех объединяемых субъектах. То есть без референдума на сегодняшний день никакое решение по вопросу объединения быть принято не может. Что будет сделано на практике, я не берусь рассказать. В нашей стране возможно все что угодно. Допускаю, что при необходимости очень быстро пересмотрят этот федеральный конституционный закон, что у нас делается со стремительной скоростью коллегами Алихана в Госдуме, и закон быстро претерпит изменения. Вполне этого можно ожидать, если будет какая-то политическая воля на это. Очень надеюсь, что этого не произойдет. Но в любом случае, я абсолютно убежден в том, что если наш народ будет занимать принципиальную, однозначную позицию по сохранению своей государственности, то, я думаю, любые варианты возможные нашего с кем-то объединения, там, присоединения и так далее, они будут обречены на провал. И я очень надеюсь, что в этом самом важном и значимом для нашего народа вопросе у нас будет полное единство. Конечно же, вопросы будут, потому что это блестящее выступление, лекция, я бы сказала. И к этому я хотела добавить, что вот подобную лекцию сразу после вот этого кошмара, происшедшего, значит, с чеченским так называемым договором, у Аюба была великолепная лекция в МГУ, где, значит, студенты, аспиранты, магистранты, бакалавры, значит, по конституционному праву слушали и, так сказать, конспектировали вот этот казус, этот прецедент, который произошел в нашей республике. Я теперь, значит, думаю, что мы просто все созрели для вот такого диалога с Аюбом, и я думаю, что его итоги просто бесценны будут, потому что Аюб, мне кажется, очень просто, об очень сложном сегодня изложил нам. Пожалуйста, Иса. Да, конечно. Что может произойти с этим? Что может произойти с Конституционным судом, когда его полномочия закончатся в декабре этого года? Это первое. Второе. У вас нет информации, что поступает с соседнего субъекта, с западной стороны, предложение о разграничении границы. То есть поделить наш Мятлон на две части, на западную часть, на восточную часть. У нас просто такая информация есть, что один сотрудник администрации президента нашей республики, он об этом говорил открыто в компании. Вот два вопроса такие, которые всех интересуют. Я понял. Вот по первому вопросу, что касается Конституционного суда Республики Ингушетия. Вот все трое судей, действующих в Конституционном суде Республики Ингушетия, назначены в 2009 году, 26 декабря, сроком на 10 лет. Соответственно, 26 декабря 2019 года истекает наш срок полномочий. Законом о Конституционном суде предусмотрено, что судьи назначаются по предложению главы Республики Ингушетия Народным собранием Республики Ингушетия тайным голосованием. Какое решение примет глава республики и парламент, мне неизвестно. Никаких консультаций по этому вопросу со мной пока не было. Да и встречи у меня, честно говоря, не было с главой вновь назначенным республики. По крайней мере, вот, пока мне вот дальнейшая судьба еще неизвестна. Ну, Алгай Метлачи, Русталыч Метеданистов, то, может быть, там, возможно, будут назначены новые судьи, вполне
нормально, это нормальный процесс. По закону о статусе судей, если истекает срок полномочий судей, они продолжают работать до назначения нового судьи в этот суд. То есть 26 декабря наши полномочия завершаются, а дальше мы должны выжидать, назначит ли нас, если будет на то соответствующее решение, или других людей суд. Суд могут ликвидировать вообще? В принципе, могут. Дело в том, что Федеральный конституционный закон о судебной системе допускает такую возможность. Если будет изменена Конституция Республики Ингушетия, и Конституционный суд будет исключен из числа органов государственной власти Республики Ингушетия, тогда суд может быть ликвидирован. Какое будет принято решение, мне об этом ничего не известно. Что касается вопроса определения границ Республики Северная Осетия, я не видел пока никаких документов на этот счет. Я не получал официальной информации по этому вопросу, и поэтому на этот вопрос пока не готов ответить. Ну, в ингушскую национальную историю Аюб Гагиев уже вошел. Будет ли он переизбран, не будет ли он переизбран, договор, уже, которому он дал квалификацию, уже вошел в историю. Рад, что слышал давно об этом. Вопрос такой, как юрист к юристу, как судья к судье. Наверное, все-таки для вас интересно. Дело в том, что вы знаете, при принятии закона о реабилитации репрессированных народов, он содержит в себе одну статью – территориальная реабилитация. Этот закон не действует, но его никто не отменял. Как быть с этим законом и почему мы почему-то все время молчим о законе? Ведь вы упомянули о международных судах, ЕСПЧ и так далее, и причем судебная система ООН. Имеем ли мы право, это не для меня объяснение, я прошу для людей это объяснение, имеем ли мы право обжаловать решение власти, федеральной власти, о неисполнении ими же принятого закона, а этот закон, вот, я считаю, что они приняли, потому что Россия правопреемница Советского Союза, это знаете, имеем ли мы право требовать от них исполнения этого закона через международные правовые инстанции? Это первый вопрос. Второй. Ну, там, и почему мы этого не делаем? Второе. Вот я категорически против, когда осетино-ингушский конфликт говорят. Конечно. Об этом упомянул докладе моем. Абсолютно я согласен с этим. Меня коробит, когда говорят осетино-ингушский конфликт. И причем это говорят не только осетины. Это говорим и мы тоже. И в наших средствах массовой информации об этом тоже речь идет частично. Ну, уже тенденция все-таки да. к точному Они, определению не геноцида. думая о последствиях, говорят. Вот как примерно я вам, если Грамотно. можно, я вам одну поучительную для всех, и в том числе для нас, вещь хочу сказать. А мы, когда говорим, мы не задумываемся иногда, что мы говорим. И как это воспринимают не только наши окружение, но и те, кто, так сказать, с нами не очень дружит, так скажем. Вот я имел в прошлом году такое несчастье зачитать, случайно обратить внимание, в интернете была статья уважаемого человека, ну что скрывать, все читали этого Зураба Мусы, о том, что из Ставропольского края при возвращении в 1957 году с Ингушетии, Чечни и возрождении Черногорской республики были переданы 3 района взамен пригородного района. Я говорю категорически, я с ним товарищ, я хорошо отношусь к нему, но я тут же силой не смог сдержать себя, я возразил. Я говорю, ты о чем говоришь? На чью мельницу вода? Это осетины говорят, что вам дали 3 района Ингуши, чего взамен одного пригородного района, вы что говорите? Ну, мало этого. Через некоторое время это повторил уважаемый профессор Тамкиев. То же самое по тем районам. Вот как вы думаете, как
юрист к юристу обращаюсь. Вправе ли мы забывать такие вещи, и можем ли мы, юристы, не обращать внимания просто, ну так, извините меня, простых, не юристов я имею в виду, граждан на такие тонкости, потому что люди не знают этого порой. И мне так как, согласны ли вы с этим? Что касается закона о реабилитации репрессированных народов, во-первых, мы должны понимать, что этот закон такой базовый, фундаментальный закон, который, по крайней мере, провозглашает необходимость реабилитации. А что значит реабилитация? Восстановление в правах нашего народа, да, в том числе и территориальная реабилитация. Это означает, что те территории, которые были у нас, которых мы лишились, наш народ лишился в результате применения репрессий, подлежат возврату этому народу в состав того государственного образования, которое этот народ имеет. Более того, в этом законе о реабилитации есть такая 12 статья, на которую обычно мало обращают внимание. Мы обычно смотрим на 3-ю и 6-ю, потому что в обоих этих статьях говорится о территориальной реабилитации, о возврате территории. А вот 12 статья, чем она примечательна, она очень должна быть объектом более пристального изучения и даже применения в будущем юристами. Эта статья говорит о том, что все правовые акты, причем там так написано, все правовые акты союзных, республиканских, местных органов и должностных лиц. То есть на тот момент был Советский Союз, значит, те акты, которые приняты органами государственного Союза СССР. Республиканские — это те акты, которые приняты на уровне РСФСР и Российской Федерации, и местные, да, то есть принятые в субъектах Российской Федерации, в регионах, да, что все эти акты, кроме актов, вот там очень интересная формулировка применена, кроме актов, восстанавливающих права репрессивного народа, признаются неконституционными и утрачивают силу. Это очень важно, почему? Потому что в результате применения действия этой нормы лишаются юридических оснований нахождения вот этих территорий в составе других субъектов. Эта коллизия на сегодняшний день, она в российском законодательстве, к сожалению, присутствует. Можем ли мы обращаться в межгосударственные органы для защиты своих прав? Можем. Почему? Потому что Конституция Российской Федерации нам дает такое право. Поскольку мы из практики обращения, нам известно, что касается Европейского суда, то там возможно обращение только по тем правам и свободам, которые непосредственно перечислены в Европейской конвенции 50-го года о правах и свободах человека и гражданина. То в связи с этим, на мой взгляд, более перспективно и обоснованно обращение именно в Комитет ООН по правам человека, потому что Комитет ООН по правам человека действует на основании Всеобщей декларации прав человека 1949 года, основополагающего документа Организации Объединенных Наций и последующих международных пактов о гражданских и политических правах 1966 года. Да. И поэтому я думаю, что нам необходимо обращаться в такие органы. И что касается, опять же, да, вот, обращения в межгосударственные органы, есть и такой орган, как Совет Европы, да, кроме Европейского суда, куда в этот Совет Европы Россия входит, и совсем недавно делегация наша вернулась в парламентскую ассамблею Совета Европы. И здесь тоже нужно и можно ставить эти вопросы перед этими органами, обращаться туда, но поскольку у нас сегодня, к сожалению, органы государственной власти этого вряд ли будут делать, то это нужно делать уже на уровне институтов гражданского общества. Что касается вот, второго вопроса и по поводу того, что якобы нам взамен пригородного района передали 3 района. Ничего подобного в нормативных актах не говорится, ни в указе Президиума Верховного Совета СССР 1956 года и 1957 года, соответствующего указа Президиума Верховного Совета РСФСР, об этом не говорится. И даже в том документе, на который, по-моему, Муса Зурабов ссылался, это вот докладная записка, подписанная несколькими членами Политбюро, и даже в нем, в этом документе не говорится, что взамен его передали.
Там говорится о том, что поскольку пригородный район предложили оставить в составе Северной Осетии, то для того, чтобы обустроить возрастающее население, необходимо выделить другие земли Объединенной Чеченной Ингушетии. Да. И более того, мы знаем, что при разделе Чеченной Ингушетии в 1991 году ни квадратный сантиметр этой земли Ингушетия не получила. Поэтому юридические основания говорить, вот, что якобы нам даже Чеченной Ингушетии взамен пригородного района предоставили земли, абсолютно не обоснованы. Человек, да? Неужели вы искренне считаете и уверены, что в Думе могут приниматься решения по каким-то ключевым вопросам? И один депутат или группа депутатов может повлиять сегодня на принятие таких ключевых решений? Неужели вы считаете? Ответьте, пожалуйста. Очень честный вопрос. Очень честный. Дума вообще не место для разговора. К сожалению, практика работы Государственной Думы даже не по таким сложным вопросам, а даже гораздо менее таким значимым вопросам показывает, что, к сожалению, к великому сожалению, Дума не является тем конституционным органом, который отображает волю и чаяние российского народа. Это факт, это надо признать, что сегодня те законы, которые принимаются, и это все широко обсуждается специалистами, что мы идем по пути не расширения прав и свобод граждан, а по пути сужения этих прав и свобод. Абсолютно уверен, что никаких у меня нет сомнений, что тот закон, который я называл, это закон, федеральный конституционный закон о порядке образования новых субъектов Российской Федерации, да, для его принятия или изменения требуется квалифицированное большинство, да, как мы знаем, 2/3 голосов в Государственной Думе. Никаких сомнений нет, что депутаты проголосуют, если будет такая установка. И это очень печально, очень жалко, что такая ситуация сложилась. И вот я поэтому и говорю, что поскольку рассчитывать на представительные органы люди не могут, то нужно необходимо самоорганизовываться, нужно активнее задействовать институты гражданского общества и уже обществу самому каким-то образом и, может быть, через средства массовой информации, через проведение соответствующих мероприятий внутри страны, через обращение в межгосударственные органы, пытаться каким-то образом не допустить вот этих неблагоприятных вещей. Ну, было бы лучше, если бы вы промолчали, и я промолчал. Я просто не смог промолчать после вашей реплики. Это очень Если полезно, бы вы здесь конечно. промолчали, для нашего дела это было бы лучше. Потому что многое то, что мы знаем, и то, что мы можем, вы же опытный человек, а мы обижаемся на блогеров. Если бы мы с вами промолчали, пусть скажут, что это не так. Для нашего дела, для нас, нам было бы лучше. Но мы вот сегодня имеем вот такую вот пикировку с вами. У меня нет никакой пикировки с вами, Алихан, абсолютно. Есть констатация печального факта. Мы можем, конечно, Что значит, молчать, зачем? мы можем занять страусиную позицию. Очень От странный этого, вопрос. к великому сожалению, как показывает история нашего народа, ничего не улучшается, мы должны открыто говорить о своих проблемах и искать пути их решения. А как мы собираемся? Да, конечно, в своих проблемах. Но наши проблемы связаны в том числе и с деятельностью Государственной Думы. Если будет, допустим, этот закон измененный, мы что, не должны предупредить своих людей, что это возможно? После нашего разговора больше не будет проблем. Это Будут. тоже к сведению, молодые сожалению, люди. Это очень хороший и честный разговор. Очень хороший разговор. Есть Путин, есть Россия. Нет Путина, нет России. Вы знаете что, я на это скажу. Я политические вещи не могу комментировать. Очень такой честный как бы возглас Алихана Харсиева, уважаемого нами. Понимаете, в чем дело? Мы все жили в это время. И мы обязаны были так или иначе реагировать на это. Как это? Мы были живые. Понимаете, в чем дело? Занимаясь очень много проблемой депортации, знаете, по документам, вот зеркально это видно вот сегодняшний день.
молчание это тоже историческое, и правовое определение, понимаете, кто был кем на своем месте. Это к вопросу вот о том, что надо говорить, не надо говорить. Вообще ни о чем можно не говорить, но мне кажется, это не благовидная такая ситуация. Я хотела сказать... Макшариф, вопрос еще, пожалуйста. По трагедии Ингушетии 1992 года было необходимо привлечь внимание международной общественности. В апреле 1994 года, то есть за 8 месяцев до начала войны в Чечне, почти целый месяц я объявлял пороге резиденции Аушева, попытка донести до него всю отчаянность положения, в котором окажется население Чечни и Ингушетии с началом неминуемой бойни, чтобы он самым срочным образом взялся за настойчивую и за посредническую миссию между Грозным и Москвой для подписания федеративного договора и встречи Ельцина и Джохара Дудаева, который не раз заявлял о желательности этой встречи. До Аушева Дудаева меня не допустили. И в их администрацию не поверили, сказав, что такого мрачного события не может быть никогда. Перед вылетом в Ингушетию я взял с собой письмо от моего друга, директора Московского исследовательского центра по правам человека Алексея Олеговича Смирнова, о том, что Центр готов открыть свой северокавказский филиал именно в Ингушетии, прислать своих сотрудников для обучения методикам составления жалоб жертв геноцида во все инстанции, вплоть до европейских, и привести и оставить республику оргтехнику и так далее. Нужно было только согласие властей и помещение для офиса. Письмо осталось без ответа, и в конце концов ее не нашли даже в архивах. Почти месяц я добирался до попутков до резиденции Аушева, пытаясь убедить его в администрации необходимость создания такого центра в Ингушетии для жертв. Макшариф. Я вопрос задаю такой. Вот прошло 25 лет, 1994 года, когда я вылетел отсюда специально для того, чтобы создать такой центр по правам человека именно в Ингушетии, учитывая то, что там есть беженцы, лишенные всего из Осетии, и намечающиеся жертвы от Чечни. Вот. Все это осталось, все это пропало. Даже в архиве не нашли это мое письмо. Значит, верите вы в то, что вы хотите создать, если понимаете, центр, не здесь, а где-нибудь там в Ингушетии, создать центр экспертный, как вы сказали, да, по поводу решения проблем ингушского народа. Прошло 25 лет, тогда они создали. А сейчас верите, что вы сможете создать и вообще окажет вам в этом содействие? Шла о том, чтобы создать экспертный центр по решению проблем ингушского народа. Я не в силах, конечно, решить эти проблемы. Речь шла о сугубо конкретной задаче, чтобы дать общественную правовую оценку нормативным актам, которые нарушают наши права, не более того. И я еще сказал, что это одно из возможных направлений работы, но что других есть работ, направлений, где мы должны работать. Ну, сидеть сложа руки точно нельзя. Абсолютно. Да, Цивилхаш, да, особенно это было между Аушевым и Дудаевым в отношении этих Серноводска, Бамута и Асиновска. И следующее соглашение было Пряникова и Кадыров. Младший. Старший. Значит, имел ли право президент Ингушетии, минуя мнение народа, а я и многие, я знаю, против такого решения, передавать земли из-за того, что в Серноводском и Асиновском большинство живут чеченцев, в состав Чеченской республики. В Малгобеке тоже чеченцы живут. Малгобек мы не передаем. В Урус-Мартане, Ачхой-Мартане очень много ингушей. Цречаева, Бандалоева, Хашиева, Евлоева и прочее. Сплошь и рядом эти районы, если не 50%, они состоят из арстоицев, бывших ингушей, но часть из них переписалась
часть пишется как Ингушетия. Вопрос понятен. Почему вот это территориальное размежевание, исходя из превалирования населения, было изменено, и правильно ли это, вправе ли были они это сделать? Один вопрос. Второй вопрос. Есть такая пословица, я второй стороне, поскольку вы тоже сказали, что вопросы мне можно задавать, я на них отвечу. Ena olursa kesin. Eğerçi berzubu с eğerçi унубу. Так вы должны влиять или не должны влиять? Когда помаленечку нас будут разбирать. Я считаю, что эта сторона дела не должна быть, и такое мнение у уполномоченного всего народа, ингушского народа, Чечении, то есть Ингушетии, не должно быть. Вы должны по-боевому, наступательно и убедительно доносить эти вопросы. Вы посредник между народом и властью. А поэтому мы, и я, и другие, надеемся на то, что мы не будем плакать тряпочку, а будем говорить о своих правах и почему эти права не выполняются, и почему наказывают людей, которые поднимают этот вопрос. Почему сидят вот это Саутиева, Ужахов, Барахолов? Они кого-то, понимаете, стулом ударили. Мы будем Они специально о них против говорить. федеральной, значит, Мы специально будем говорить о них. Да, сейчас вопрос, да. Какие вопросы Понятно, возникают? Аюб. Или мы здесь переговорили, но это все не кончается. Правильно, конечно. Абсолютно. По поводу соглашений, которые подписывались Аушевым и Зязиковым. Соглашения были 1994 года и договор 1995 года, два документа. В этих документах о передаче территории речи не идет. Там говорилось о том, чтобы, первое, это чтобы создать комиссию по определению границ, а второй договор, он вообще носит декларативный характер, он называется о принципах определения границ между Чеченской Республикой и Республикой Ингушетия. С этими договорами все предельно ясно. Почему? Потому что одна сторона, которая их подписывала, по российскому законодательству является абсолютно нелегитимной стороной. Это речь идет о том, что Дудаев, который подписывал их как президент Чеченской Республики Ичкерия, такого субъекта и такого признанного международным сообществом государства не было. Соответственно, эти документы, даже если бы там шла бы речь о передаче территории, не имели бы юридической силы, а там бы вообще о территориях, о населенных пунктах ни слова не сказано. Они доступны, они опубликованы в интернете, любой может их прочитать и увидеть. Что касается протокола 2003 года, подписанного Кадыровым, Старшим и Зязиковым, подписанию этого протокола предшествовала работа, связанная с подготовкой проекта Конституции Чеченской Республики, которая была принята на референдуме 23 марта 2003 года. Этот протокол был подписан 10 марта 2003 года. Я не знаю, чем они руководствовались, какими соображениями и откуда это была инициатива, но там, в этом соглашении, точнее это не соглашение, это протокол, да, это не договор, не соглашение, даже по форме он не является необходимым документом соответствующим. Там говорится о том, что действие проекта Конституции Чеченской Республики распространяется только на вот эти два населенных пункта, Асиновскую и Серноводскую, а на остальную территорию одноименного района не распространяется. Но я почему о нем упомянул? Потому что на него ссылалась чеченская сторона. Но и это не является и по форме документом, который можно быть положен в основу передачи территории. И более того, если бы он имел бы такую форму, да,
и соглашения, которые были подписаны при Ауше в 1995-1994 годах, и договор, вот этот протокол, они парламентом республики ратифицированы не были, утверждены не были, соответственно, и по Конституции Республики Ингушетия, и по федеральному закону они юридической силы не имеют. Спасибо большое. Да, конечно. Отвечаю на ваш вопрос. Если вы помните, я на выборы, у меня не было никакой программы. Я не делал ни один баннер, кто его делал, то делал его. И при первой возможности я зашел к председателю Думы, Володину, сказал, я нахожусь в этой Думе только по вопросу прекратить сегрегацию ингушского населения по национальному пригородному району. Объяснил, что есть закон, но я не мог ему прийти и сказать сразу, вы знаете, Вячеслав Викторович, вы, конечно, в Думе ничего не решаете, вы ничего, вы ноль, но я все равно вот вам пришел, ингуш, и вам говорю, понимаете, я, когда это говорил, я хотел получить какой-то результат, и я получил. Я ему сказал, я хочу встречаться, я обсуждать этот вопрос, хочу придать статусность этому разговору, потому что его закрыли, его забыли, закон есть, дети учатся в разных школах, не могут, депутатов нет, спортсменов нет, этих нет, возможность, все ему сказал. Он говорит, если вы этот вопрос двинете с мертвой точки, то вам будут тысячи людей благодарить. Я вам буду. Он вызвал Васильева, тогда на тот момент подошел Неверов, позвали Ревенко, Исаева, он говорит, дайте фракционный зал нашей фракции «Единая Россия», прекрасный зал. Я говорю, меня приглашают в РИА Новости, в Мосфильм, ТАСС. Я хочу в Думе это поднять статус. Он говорит, пожалуйста. Он пошел мне навстречу. Мы начали этим заниматься, но я получил вакуум не в Думе, я получил вакуум в республике. Я оказался в вакууме, понимаете? Когда я начинал эти разговоры, статьи, чего-то, как-то, я получил вакуум в Думе, вернее, в республике. После того, как мне дали зал, я там провел круглый стол, назначил человека, пришел Чеботарев, я ему сказал, у нас есть группа «Кавказ». И если бы вот не эти события, меня поддержали все силовики по Черменскому посту, все, не буду говорить, все сказали, все, мы только за. Я запланировал выезд нашего комитета по делам национальности в республику. В повестке дня стоял первый вопрос, в том числе, в числе первых, вернее, и по Черменскому посту. И у нас была поддержка. Просто, ну вот, не знаю, какая-то там произошла вот эта провокация, или кому она нужна была. После этого говорить, когда нам нагнали войска и сказать, давайте снимайте пост, я не мог. Но, отвечая на ваш вопрос, Наиб, Дохуан, Футхуям, сегодня, да, мы должны, как говорится, по сеньке шапка, еще русскую пословицу скажу. А моя дорогая, дом. Есть еще сегодня, есть возможности, есть актив, что мы можем иметь, что мы можем предложить. У нас был прецедент, я не буду сейчас повторять. Я просто говорю, есть вещи, которые можно сказать вот здесь, а можно промолчать. Понимаете, мы сидим в Москве, вот в Кремле, мы сидим в Москве, нам дали сегодня место в Москве. И мандат дали в Москве. Хочу два слова про себя сказать, коль скоро вот тут уже пошло. Вот знаете, я с 92-го года, да, с 93-го, летаю первым классом в Америку, когда работал, у меня никаких проблем не было. У меня не было никаких финансовых проблем. Я все это видел. Сегодня этот VIP, который там дается, и то платный там в Думе, я его видел давно. Тут пишут, что я там за кресло держусь. Да не нужно мне это. У меня сегодня, я вчера, одна одежда, и вот когда у меня настроение было, я делал. Когда настроения не было, сказал, нет, все. А сегодня я понимаю, мандат, я эти просто сегодня круглосуточно занимаюсь вот этими вещами. Круглосуточно. Я построил там что-то сделал, этот пишет какой-то, продал землю, купил, там что-то сделал, ничего страшного. Пусть мне один человек скажет, что я 1 рубль взял в Ингушетии. 1. Или нет, или
Пусть мне скажут, что там, мне один ингуш помог сделать рубль. Я помогал. Я что-то сделал, сейчас, говорит, Аланские ворота, ты сделал, ты вот эту всю смуту принес там туда-сюда. Я финансировал Аланские ворота, я их не строил, не мой замысел. Потому что мне хватает моей истории, ингушской, великой, Аллай истории. Поэтому я, когда начали собирать деньги, и за 2 месяца собрали там 3 миллиона или там 1,5 миллиона, я эту стройку оплатил. Башню построил тоже, чтобы плевать можно было на людей, тоже пишут. Я ее построил в нужное время. Мы бы и без башни могли остаться. Поэтому мы должны просто соизмерять. Мы здесь, мы же единомышленники. Мы должны здесь, у нас все должны быть хорошие. У нас должен быть Аушев хороший, у нас должен быть Зязиков хороший, у нас должен быть Евтуров хороший. Все. Аюб уже понятно, я с большим уважением отношусь к его деятельности, все, что он сделал, явочное, а он уже в истории. Но мы должны все-таки квалифицированно подходить к этому. И если вы думаете, что я не говорил и про Саутину, я не говорил и про тех, и про других, и про ПСников. Мы ни в коем случае так не думаем. Нет, я же отвечаю на вопрос, я просто почувствовал, что здесь я молчу, и что-то там, я говорю, я подписываю бумаги. Если посмотрите, я с Володиным поругался на трибуне, Зайдеев снимал, когда я с ним ругался 20 минут. Вот просто потом он мне говорит, слушай, я тебя прошу, не подставляй меня, не подставляй себя. Пожалуйста, я вам, когда нужно будет, я вам скажу, что там можно сделать. Можно что-то сделать, может быть, но не таким образом, что... понимаете, есть какой-то алгоритм, есть какое-то понятие. Если бы мы могли переселиться на Луну сегодня и говорить, что Москва вот такая-сякая, да, это можно, вот Дума такая, эти такие, но мы, к сожалению, сегодня не можем это сделать. Сегодня у нас есть ключевой один вопрос по пригородному району. Это почему Лазар Долыч, вот этот вопрос нерешенный, мы идем с него с 44-го года, с 34-го. Вот это вся наша вот эта ущербность, наша вот эта болезнь, то, что мы друг с другом башплачем, мы вот это идет от этого всего. И это я сказал, и Володину сказал. И сейчас ко мне тут пытался человек прийти, новый, не буду называть. Вы его все знаете. Я сказал, пока не решите этот вопрос, он говорит, меня кураторы послали, теперь пока не решите вопрос, ничего не будет. Вот этот вопрос решите, на Кавказе будет мир. И будет у вас железобетонный форпост Кавказ для России. По-другому ничего не будет. Он мне звонит утром снова. Говорит, я говорю, слушай, если вы хотите под ковер опять мусор заметать, я с вами вообще не участвую в этой игре. Все, он, в общем, пропал пока. Поэтому, не надо думать, что, понимаете, сейчас вот у многих есть такая, неверное представление. Если это в 89 году, в 91 году, мы понимаем, какая была страна. Мы открыли архивы КГБ. Мы узнали столько правды. У нас страна была другая, на подъеме. Мы верили в другое, мы верили в весну. Сегодня немножко ситуация другая. И сегодня выскочить вот с микрофоном и там что-то крикнуть, это просто навредить. Ты просто навредишь, можно последний раз, как говорится, умру героем, не в этом дело даже. Хочется даже, вот мне хочется, дайте момент, когда я это сделаю красиво. Я это говорил вот этим ребятам, которые, Бараху говорил, Мусе говорил, всем, дайте мне возможность, что надо вам это, я вот это сделаю, вот это. Не знаю, как они. У меня нет такой возможности. У меня нет возможности, чтобы от этого какая-то польза произошла. Нет такого. Сегодня мы должны иман, ислам, сабр. Вот мы чем должны сегодня руководствоваться. Спокойно, не спеша. Первая проблема, number one, у нас сегодня стоит, оставить чеченцев. Мы с ними, как сказал наш уважаемый судья, у нас есть очень много возможностей этот вопрос еще решать. Кроме того, что мы можем по-свойски этот вопрос решать. Кроме того, что это свойский массив. Мы можем поднять и тех, и других.
у нас сегодня есть вопрос, от которого мы болеем, который несправедливо, который Россия имеет сегодня закон, коль скоро существует Россия, закон должен быть выполнен. Закон, по которому Россию признало международное сообщество как демократическое государство. В 2005 году мы имеем решение Конституционного суда. Все, у нас есть два вот таких якоря. Вот здесь мы должны работать. Абсолютно правильно Если я говорите. ответил на ваш вопрос, опять мувахма, но... Абсолютно правильно говорите. Это услышала. Мы не считаем вообще достойными вот, вас, понимаете, ну, говоря литературным языком, любые интерпретации, хотя это другая лексика должна быть, вот этих троллей, на них ни в коем случае нельзя так реагировать человеку вашего ранга. А то, что вы работаете, и то, что вы делаете, мы чтим, и мы знаем об этом. Понимаете, в аналы ингушской истории вы раньше Аюба вписаны просто потому, что вы депутат Государственной Думы от Республики Ингушетия. И я очень рада, что сейчас молодежь услышала все этапы вашей драматической и очень порядочной борьбы за наши права. Абсолютно мы совпадаем со всем этим. Спасибо вам большое за это. У нас здесь есть еще одна... Что обязательно. Здесь пришел. Значит, вот, во-первых, поблагодарим Аюба. Я думаю, что мы его изрядно помучили. Аюб, как законник высшей инстанции государственной, нам обозначил проблему. А теперь у нас есть мнение общественного лидера, представителя вот ингушских общественных организаций Парчиева Руслана, который тоже вот эту тему озвучивает. Мне бы хотелось, чтобы вот сегодня мы специально попросили его, он далеко находится за пределами России, вот это мнение высказать, потому что есть государственные структуры и есть развитое ингушское гражданское общество. Ты делаешь Парчиева? Да. В пригородном районе, вы хотели сказать, да? Представьтесь, пожалуйста, и скажите то, что вы хотите сказать. Музыку не нужно, потому что Парчиев Руслан... Да. Бенчан дал, Гештол дал, Рейтон был. Я сейчас смотрю на фотографии, многие ребята и старики, которые со мной сидели в Сунже. Сунже, да? Да, в Сунже. Здесь вот, собрались наша передовая молодежь. Валлахи, билляхи, тиллахи, дубу, шас. Хазаз, это то, что мы все написали в Генеральную прокуратуру, где на железнодорожной станции стояли вагоны, прикомандированная Генеральная прокуратура, которые с нас, у всех, вели беседу, как и что происходило в те дни. В те дни 31 октября я находился в поселке Южном. Когда сказали, что есть какой-то конфликт, я постарался на машине за рулем выехать с города. Меня не пропустили ни в сторону Штиба, ни в сторону Апапа. И когда я начал по городу колесить, то я своими глазами увидел, и это в материалах Генеральной прокуратуры есть, где стояли КАМАЗы, выдавали лицам осетинской национальности оружие. По докладу, который мы сейчас в интернете читаем, где идет доклад, где отчитывается Шойгу, Филатов, Хиджа, Савин, и все, если вы внимательно читали, там почти что двое суток идет разговор, Галазов ведет разговор о том, что выдать оружие населению. Оружие уже было выдано 31 числа, 30 числа было. Чтобы узаконить свой преступный акт, Галазов хочет подтвердить действием Шойгу, Филатова, Хижа, чтобы было подписано, что выдало федеральный центр.
Мы, как помним из доклада Виктора Петровича Поленичка, Царство Небесное, боевой генерал, хотя мы в Ингушетии не проводим памяти вечера о нем, ни о чем, который доложил президенту страны, сделал объективную справку о том, что на территории Осетии больше оружия у осетин, чем у российских войск прикомандированных. Это, он сделал официальный доклад. Это был полномочный представитель. Это раз. Второе, что я хотел бы сказать. Смотрите, хотим мы не хотим, пока мы не найдем своих людей, семьи, они переживают, они не успокоятся. Что если каждый год в сентябре, в октябре мы вспоминаем эти события, почему у нас на законодательном уровне, почему мы где-то арендуем, люди стоят, почему мы не можем 5-6 дней в культурном центре, в Петербурге, в Москве, чтобы у нас в законодательном парламенте были заложены средства. Миннац должен был эти мероприятия проводить по всем регионам. Почему мы должны постоянно говорить, почему у нас не заложено это целевое? Это раз. Второе. Я хочу высказать в эти траурные дни наши огромную благодарность русскоязычному населению, которые спасали в мединституте наших других домов, прятали. Мы когда сидели в заложниках, когда я попал туда, меня остановили вооруженные люди, которые были одеты по полной экипировке, БРДМы, БТРы. Я проехал Корца, хотел бы поехать в сторону Сужи. Они уже были полностью экипировки. Это раз. Второе. Своими глазами я видел, как начиная от общевойскового училища, кончая водным стадионом, где стояла вся бронетехника. Вся полностью залита бронетехника. В любом случае, мероприятие, кажется, хукмиевей. Ажил, военный ваш поколение, я грабли, наступать, дедуациш. Просто, как сказал предыдущий Петарова, глава Республики Северной Осетии, он сказал, как не могут совместно жить. Это его выступление было, когда он приехал в поселок Новый. Но потом он умер скоропостижно. Я не знаю из-за чего. Совместное проживание Хокевей, Тиждахат Ядовей. Эхту много шансов урод я усу. Храброму вся земля Родина, добродетели, все двери открыты. Дедизер, вот на месте дешь, шидиш авидвали. Интернетыч, Алихан, не сялырыз. А что хочешь? Шаш цухор цедуциш. Шидишев амтедаларваш. Шаш тихи поршведеш бахайдаларша. Единство хокершан. Техусиш бар. Хаваляс конспект хаяздер тухан. Цаур ям айиня, хадолияш. 500 тысяч населения Макиатсвей. Как одно целое халдежно, дахтовой. Вы не такая чахам. Вы не такая чахам. Вы не такая чахам. Просто вы собраться не дезвей. Вы на законодательном уровне мероприятия кажущая вел жмиевей. Халабалин злазар космиштуаму деливей масик чудян шулбяха. 192 хакурвация фахамялды. При президенте Аушеве была создана комиссия. По 2 человека, лица ингушской национальности, должны были работать во всех правоохранительных органах в пригородном районе, совместно с прикомандированными людьми. Эта работа дала свои плоды. 17 или 18 человек нашли, где они были захоронены. Плодотворно, Бог от собой ждей на ночь, того, тях мечать схож баиш. Огромное барквал, холсун, и одна ваша пьера, хадр дера. Вейчебок ждал, наш арбуал без дел. Я сок то хренеш миойлвей. Дальше дикан тях те долдует. Тях баху. Я извиняюсь, Послушаем все, вы правильно. не могу не сказать про Поленичка. Я в ранге вице-премьера был руководителем ингушской делегации 7 раундов после Кисловодского соглашения. И там был пункт о совместном проживании, вот как он сказал. Механизм совместного проживания мы рассматривали на встрече с осетинской стороной. Посредники были кабардино-балкарцы, дагестанцы, ставропольцы. В целом, вот эти делегации как бы посредники, но они все-таки принимали осетинскую сторону более, так сказать, объективно, как бы защищая их.
Но вот последнее заседание, Аушев свидетель, я был туда направлен в составе 6 человек, я руководитель был, и я задал вопрос руководителю остинской делегации, Ибрагимов такой был, вице-премьер, такой же, как я. Вот как вы видите совместное проживание, механизм, что вы предлагаете? Вот, как вы это видите? Он говорит, что в населенном пункте, где проживают ингуши и осетины, должны согласовать совместное проживание. Я еще раз задаю вопрос. Референдум или опрос, или что это? Конкретно. Это первый был населенный пункт, где мы договаривались возвращать беженцев. Так вот, он говорит референдум. Я тогда говорю, если референдум, а я слышал, хотя я сам не оттуда, что 70-75% там проживали ингуши в Карцах. Так это? Да. Я тогда говорю, Поленичка сидел, вел это заседание. Если в Карцах проголосуют, я уверен, что больше ингушей, большинство ингушей о совместном проживании, вопрос решен, тишина в зале была. А осетинский руководитель говорит, нет, не решен. Поскольку Карцах, город, пригород Владикавказа, то Владикавказ должен проголосовать. Весь зал засмеялся. И вот тогда Поленичка встал и говорит, переговоры приостанавливаются, осетинская сторона блокирует под зиму возвращение беженцев. Это нарушение всего и соглашений. Я сегодня вечером доложу, это был четверг, Виктору Степановичу Черномырдину, что осетинское правительство виновато вот в этом вопросе, в этой проблеме. Это было четверг. Последний я его видел в больничке. В воскресенье и в субботу его убили. Нам, конечно же, надо про Поленичку или доску, или действительно память про него. Память про... Мы его забыли. Монумент поставить. А зря. А зря Есть, забыли. улица есть. Баркал. Сказать в продолжении вот этого разговора, я 2 года назад приехал к Руслану Аушеву и попросил у него дать мне фамилию начальника штаба вот этого спутника, да? Там были десятки офицеров русских, которые не дали заложников, не выдали. Мы про них забыли. Я сказал Руслану, ты мне найди его, он мне дал какой-то контакт, но мы не смогли найти человека. Просто вот показывая его, да, жди, может кто-то, каждый по-своему. Я сказал, я им куплю квартиры всем в Магасе, как хотят, пусть они там будут почетными. Это, во-первых, это наша, во-первых, им благодарность, а во-вторых, это источник объективной информации, который абсолютно объективной, и сегодня эти люди, они в забытие тоже, я думаю, вот правильно их найти, придать им какой-то статус, коль скоро они спасли столько ингушей, и вот с ними поработать, вот именно вот этим заняться, если получится. Вот как-то не получилось, а не получилось, честно говоря, потому что вот эти начали земля, туда передали, это сделали, это туда-сюда, просто, знаешь, вот уже... Во-первых, он должен здесь оставаться, в Москве как-то действовать, или поехать домой. Еще Ладыры, в первую очередь, я считаю, что наиболее важным является вот в таких вопросах это пропаганда. Почему наше национальное телевидение не занимается ею? Почему правильные вопросы не освещаются и не говорится об этом? Наших уважаемых по умолчанию предоставил мне ответить тебе, Али. Наверное, они знают, что я очень много лет своей жизни работала со студентами. Я преподаватель долгое время, была в вузах. Прежде всего, честно жить, Али. Честно жить и стараться всегда узнавать вообще об этой жизни по первоисточникам. Не быть невеждой ни в чем. Даже вот на известных авторитетов и кумиров на слово не верить, понимаешь, перепроверять, но очень серьезно многие информации.
Но ни в коем случае не надо уходить в эти дебри, значит, вот этой тролльской, значит, вот этой жизнедеятельности, которая просто можно в этих сетях забыться и потеряться. Невежество нас губит, понимаете? А где ты будешь жить, здесь или в Ингушетии, или в Соединенных Штатах Америки, абсолютно неважно. Мы сейчас имели очень серьезную информацию от человека, который ее из Соединенных Штатов нам предоставил. Абсолютно не важна территория, где ты. Я жила в Грозном, я жила, знаете, вот, значит, много где. Родина там, где мои дети, которым я должна передать правду, эстафету правды. Поэтому вот Родина там, где ты будешь честно думать о своей жизни, о своей истории и очень посильно стараться быть полезным там, где ты находишься. Ну что, средства массовой информации — это всегда, к сожалению, особенно на таком вот региональном уровне, это абсолютно зависимые структуры, которые, вот как мы в советские времена вынуждены были читать между строк, понимаете, к сожалению, это не выдающийся опыт жизни, но кто хотел, тот знал. Кто хотел, тот знал. И жаловаться или вот, значит, обвинять средства массовой информации или, значит, ингушских депутатов и значит, сенаторов, наверное, это не перспективное и не очень продуктивное занятие, абсолютно. Самостояние человека, вот что важно. Самостояние грамотного, современного человека. И я желаю вам на этом пути найти свою истину и свою звезду. Алексей Албаков, Махмуди. У меня два вопроса. Во-первых, почему вот такого рода мероприятия, они производятся, они проходят вот так вот скрыто, скрыто я вообще в таких помещениях, где нет телевидения, где нет не только нашего ингушского телевидения, а почему они не занимают другие площадки, скажем, Первый канал, Россия там, и так далее. Почему вот именно эта тема депортации и передачи земель, которая была год назад, именно тема геноцида нашего, почему она не оговаривается на федеральных каналах? Это первое. И второй вопрос. Я не могу не затронуть этого человека, Артем Платонов, все про него знают, который поднял вопрос относительно наших земель, относительно геноцида и депортации. Почему вот именно этот человек начал про это говорить? Почему вот именно, казалось бы, русский Сунхат кто его ведет, или это его там чистая инициатива такая? Просто почему вот именно он начал делать, но кто бы его не вел, каким целям он не руководствовался? Я просто вижу одно, что есть у нас возможность, и какова вероятность, вот я в частности хотел у Калоя Хильгова и у Алихана Харсиева спросить, какова вероятность, есть ли возможность вообще, в принципе, гипотетически вернуть эти земли в наш состав. Сразу по поводу этого парня Артема Плата, да? Ну, как я считаю, что это простой, нормальный русский парень. В том числе и какой-то популярности хочет, как сейчас говорят, хайпа, да. Но тем не менее, на такой благородной, такой штуке, которая сегодня уже всем очевидна, что большая несправедливость, по отношению ингушей тянется уже много-много лет. Вот. Я в одном интервью сказал, что я с ним не встречаюсь. Почему? По той причине, чтобы не сказать, что он ангажирован нами. И мы должны дистанцироваться. Но я сказал, если я слышу, что ему угрожают, его семье угрожает, если он ко мне обратится, то я как гражданин, как депутат, все от меня зависящее, и чего бы мне это ни стоило, я защищу его всеми имеющимися у меня возможностями. Вот это я сказал. Но
Если мы начнем вокруг него виться сейчас, то мы его собьем с нормального своего дискурса. Он идет правильным путем, он уже получил популярность на этом, потому что сегодня вот эта проблема, она же тоже уже освещается, и много-много людей. Главное, что мы должны вступить в дискуссию вот с осетинской стороной. Они сегодня этого не хотят. Вот с помощью таких людей, как он, у них все хорошо, они контролируют всю обстановку сегодня. Но, как сказала, кажется, Малин, да, что кто-то сказал, что их ситуация, вы сказали, хуже, чем наша ситуация, 100 раз. 100 раз хуже, чем наша. Мы живем в своих вагончиках, выросли своих детей, что они будут говорить завтра в чужих домах, у нас лучше ситуация. Поэтому мы должны его оберегать, но я думаю, что мы должны от него дистанцироваться. А по поводу территории, ну, опять повторяю, мы должны соизмерять свои возможности со своими желаниями. Сегодня мы должны учиться там, где надо. Начнется какая-то свара, все приедете, бросите все и приедете, все приедем. Сегодня мы не хотим этого. Сегодня мы хотим нормальным, цивилизованным путем, имея закон, имея решение суда Конституционного, мы имеем право сегодня об этом говорить. Слава Богу, что мы имеем право говорить, и мы должны это мы должны делать. Конечно, мы должны, вот не в таком зале, вот я даже не знал, что такой маленький зал совсем. Вот, поэтому в следующий раз, да, Леонид, мы подготовим. Мне кто-то позвонил, говорит, вот там это, я даже не знал, кто здесь, чего. Ну, думаю, такая дата, приду, думал, сейчас опять начну тут, как обычно тут. Да не, тут уже не деньги просить, тут уже, понимаешь, мы, вот, я вот, да, знаешь, за каждую минуту своей жизни отвечу, за каждое слово, которое мне сказали, которое я не только креслом, я по 3 раза, может, в сутки жизнью своей рисковал. Всем рисковал, поэтому пусть мне кто-нибудь скажет, что это не так. Но когда вот эти прокопек, хочешь, нахуй, себя вот так ведут, вот когда придет, не дай бог, им какой-то час такой расплаты, им будет сложнее, конечно. Поэтому вот это надо думать. Мы пишем про этот ездил, и самое главное, девушки там, с такими Анжела, Манжела, такая-сякая, понимаешь, ну, они вступают вот в это. И самое главное, ребята с ними начинают часами переписываться. Я вот не смотрел, сейчас начал смотреть. Она там что-то пишет, другая, потом начинает, они там с ними что-то обсуждают. Ну, идет вот такая вот тревожная ситуация, да. Сейчас, можно я Алихану помогу? Алихан, будь Значит, уважаемый Магомед, значит, дело в том, что 15 лет вот этому мероприятию каждый год, это абсолютно наша инициатива личная, как граждански озабоченных людей из разных поколений, моя и Ибрагима Костоева. Значит, дело в том, что каждый своими путями, ну, наверное, поскольку я очень старшая, я, значит, в этой Москве живу с 70-го года, студенткой, аспиранткой, замужней и так далее, бабушкой теперь, значит, у меня, конечно, появилась возможность. Мы используем те территории, которые нам доступны, без какого-либо, понимаешь, так сказать, уничижительного затратного момента, без того, чтобы тревожить и обременять, так сказать, людей, да, вот. И, конечно же, я думаю, что в любом случае Татарский культурный центр – это хорошая площадка, музей Марины Цветаевой – это солидная площадка, Государственный музей истории ГУЛАГа – это очень хорошая площадка. Ну, а к тому, что, значит, конечно, надо было пробиваться и
так сказать, закрепляться на международных вершинах, конечно, правильно. Когда я работала в Постпредстве Республики Ингушетия, здесь об этом многие знают, очень долго работала. Аюб, это тоже вот может быть, помощь твоей благороднейшей миссии. Мы все-таки пробились и на площадке ООН, и на площадке Европарламента, и на площадке Бундестага. Есть документы, но, к сожалению, это не приобрело такой значит, массовый официальный характер, но начало ингушскому гражданскому обществу, которое стремится к восстановлению своих прав, было положено смею вас заверить, в 93 году. Спасибо. Жесткое, очень неприятное для меня в том числе. Я родился в Средней Азии. Почему я родился в Средней Азии? Потому что в 1944 году, когда всех нас депортировали, устроили геноцид нашему народу, в 1957 году часть ингушей смогла вернуться. Так как я родом с Ахкиюрт, Сунжи, когда дед приехал, у него этой возможности не было. И, как он сказал, я не готов был на свой дом смотреть с чужого окна. В связи с этим он уехал назад в Среднюю Азию, в Бишкек, где похоронен вместе с бабушкой и с большой-большой достаточно родней. Вот. Также в 1992 году, я помню, совсем маленький был, лет 10-9 мне было, как мой отец первым делом, когда это услышал, с Бишкека, сразу же, не думая, через Алмату на Москву и с Москвы на Кавказ. И, соответственно, тревога, не было коммуникации, связи для общения, да, с родными, там какие-то информация гуляла, что там погиб, возможно. Ну, как он говорит, помогал вывозить беженцев через Джейлах, через Владикавказ, если у них возможность была с Чермена зайти, так они там и оставались со своими братьями, старшими ими братьями и своими младшими братьями. Вот. Что я хотел сказать, наше общение московское, старшем нашем поколении. У нас есть национальная культурная автономия, Висенгири Гагиев. У нас есть Исаак Хамадханов, который возглавляет ингушскую общину. Что прежде всего нужно народ собирать. В каком смысле? Молодежь, чтобы у молодежи была возможность слышать вас, встречаться, поднимать какие-то острые тематики. Не только как раз в год мы собираемся, я достаточно часто хожу на эти мероприятия. Ибрагим Костоев, мой близкий друг, всегда привлекает. На первый раз в таком составе я решился высказаться, потому что здесь и депутаты есть, и Аюб Гагиев, который, безусловно, заслужил авторитет в глазах молодежи с самого начала своей такой деятельности и по защите интересов нашей Родины. Касательно депутатов нашей Думы, Алихан Харсиев, Юша Газгиреев. Алихана Харсиева знают очень многие люди. Можно сказать, это первый человек, который увидел, когда я родился, пришел человек, один из первых, друг моего отца и так далее, который очень-очень многим людям помогает, помогал, никогда не отказывал, имеет определенную честь и достоинство. Но какая нехватка, почему вот эти нападки, все остальное присутствует в интернете? Не хватает открытости. Должна быть площадка, где депутаты показывают какую-то свою деятельность. Нужно вовлекать молодежь почаще. У нас есть много-много прекрасных студентов юридических факультетов, которые сейчас нам крайне необходимы. Даже в своем возрасте, уже под 40 лет, я поступил в РОНХИКС, тоже на юридический факультет. Вопрос какой? Вопрос первый, это Аюбу Гагиеву и Алихану Харсиеву. Как раз Алихан отметил только что, у меня давно этот вопрос в голове сидел, я даже Плату Артему, этому блогеру, предложил озвучить, почему бы не создать комиссию совместную, межреспубликанскую, с осетинской стороной, куда бы могли войти и журналисты, и историки, и пускай политические деятели того времени, религиозные какие-то старейшины, да, которые имеют вес в обществе, и по справедливости, я не знаю, с третьей стороной там привлечь Кавказ, федеральный центр, неважно, начинать поднимать эти вопросы. Просто хотя бы в хронологии по документам, по событиям. Или была это, может быть, у нас комиссия когда-то создана в республике. Да, и что стопорит? Полный отказ осетинской стороны. Ну, я не думаю, что им тоже не выгодно, потому что эта заноза, которая сидит, без их участия она не решится мирным путем. Потому что это наши контрагенты, с которыми нужно вопрос решать. Без них мы никуда не денемся. Их надо вытаскивать из этой своей спокойного болотца, где они засели, закрепились
и чувствовать себя уверенно со своим черменом, на которых бесконечные поборы осуществляются. Вот. По поводу рекомендаций молодежи, так как я до недавнего времени работал в Федеральной службе в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, заместитель начальника отдела по ТФТ, вот крайне рекомендую и прошу в интернете, в частности, очень внимательно следить за тем, что вы говорите. Потому что вся эта информация, она бесследно не уходит никуда. Это все фиксируется и остается. Это законы Яровой там и так далее. Учитывая то, что наше сейчас правительство идет по пути такого глобального контроля и ужесточения, да, контроля над всем медиапространством, интернет, СМИ и так далее. Поэтому крайне внимательно, крайне аккуратно высказывать свое мнение, обоснованно, не перегибать, да, национализм, фашизм, угрозы и так далее, это не надо, потому что все, если что-то, не дай бог, случится, соответствующие службы 2 секунды выходят, и уже статьи есть, многие, вот Акылой Ахильгов, адвокат, может это подтвердить, наверное, как людей привлекают за лишние сказанные вещи. Не, левые страницы это понятно, Инстаграм понятно, но многие дальше. Вот. Вопрос таков, по поводу комиссии прежде всего, Алихан и Аюб Гагиев в Ингушетии, или в Москве, может, мы сможем совместно с постпредством осетинским какую-то московскую интеллигенцию привлечь, осетинскую, вместе с нашей интеллигенцией. И в Ингушетии Макшарип вот, на новом главе республики предложить эту историю. И, кстати, последний вопрос по поводу Алихана Калиматова. Ештолсун, прекрасный человек был. Он расследовал, да, есть много информации, что он вышел на след очень какой-то важной группы, которая занималась всем этим преступлением, похищением, заложники. У него же группа осталась наверняка, он же не один работал, материал какой-то должен же быть. Как это получить доступ? Либо правоохранительные органы, в ФСБ эти запросы направлять. Материал работы должен же быть. Вот, то есть по возможности, по поводу комиссии, да, вопрос, как нам организовать эту работу в Москве. Слава, значит, как только я попал в Думу, я собрал всех депутатов осетинских. Их было 5 человек, я с ними там в фойе разговаривал. Сначала там нелицеприятно, потом мы объяснили, что к чему. Вот. И все, и в том числе вот Макиев, наш, который постоянно там как-то будоражит все, он вообще мой брат. Вот все ингуши и осетины, которые вот хотят хорошего ингушам, вот я считаю 100%, это я все сделаю, я не хочу детям оставлять, ты правильно говоришь. Ну там Валера Газаев, Артур Таймазов, это мои, я их давно знаю, этих людей, там еще был коммунист, Казбек, да? Казбек, да. Вот он немножко там, ему там объяснили, он там все понял. Они не идут. Они не идут на контакт, они не хотят. Я им сказал, если кто-то помнит, я когда-то писал в МК большую статью. Я говорил, что отсидеться не получится. И если вы ждете провокации конфликта, кто бы его не инициировал, и полностью решить вопрос пригородного района, то вы ошибетесь сильно. Сегодня Ингушетия не так, как когда, знаешь, когда Борис Николаевич нам, это было просто... толпа, это была просто группа людей без абсолютно, без направления, без руководства, без крыши над головой. Сегодня у нас есть структуры силовые, сегодня у нас есть своя республика, поэтому все будет по-другому, абсолютно. Но они не хотят с нами, они не хотят. Поэтому вот с помощью вот этого блогера, в том числе, насколько мы его сможем оставить в стороне, и когда нужно будет в серьезный момент ему помочь, так, по-взрослому, не так, что вот здесь там в интернете, а вот то, что надо, понятно, кто ему там угрожает, вот это вот потихоньку надо, обязательно я с тобой согласен, что мы обязательно должны начать с ними разговор, обязательно. И вот этого они как раз
избегает сегодня. У них есть такая установка генеральная, избегать разговора с нами по этому поводу. Да, поэтому следующее, то, что ты говоришь, я недоступен, я, кажется, вам доступен был как-то, когда вам что-то надо было. В том числе, да? Да? Насколько я был доступен вам? Когда вы там строили, нет, вы там строили там что-то, центр какой-то, ты про него не сказал. На Кутузовском, ты что же там был? Нет, Царой Ибрагим, да. Слава, я тебя там видел на мотоцикле. Ну я туда приезжал. Да, вот этому центру мы были доступны. Поэтому теперь, если ты мне предлагаешь сделать сайт, чтобы я еще вот это услышал, и постоянно каждое утро вот это читал вот этих вот кнопочных, как их сейчас, то я уже проживу без сайта, вот тут я не могу, может Аюб как-то по-другому на это ответит. На самом деле Ислам затронул тему очень сложную, очень важную. Вот исполнение этого закона о реабилитации репрессивного народа, о котором мы уже 28 лет говорим, проблема в том, что вот, юристы это хорошо знают, что ни в этом законе, ни в других нормативных актах нет механизма того, как происходит передача земель. Абсолютно очевидно, что по этому закону и по всем нормам международного и российского права та территория, которая в результате репрессий отошла в состав Северной Осетии, должна быть возвращена в состав Республики Ингушетия. Но как это сделать? Вот по той практике, которая сложилась, ваше предложение абсолютно правильное, обоснованное, тем более, что на уровне федеральном раньше создавались такие комиссии под руководством федеральных чиновников, но эти комиссии практически бездействовали, никакого решения не приняли, никаких предложений в правительство не внесли, и потом эти комиссии были упразднены. Безусловно, такая комиссия должна быть, она обязательно должна быть с участием федерального центра, потому что речь идет о исполнении федерального закона, а не закона субъекта. А граница, как мы уже сказали, поскольку границы на сегодняшний день юридически установлены между Республикой Ингушетия и Северной Осетией отсутствуют, то эта граница должна быть установлена соглашением между двумя субъектами. И эти соглашения должны быть подписаны с главами субъектов и утверждено это соглашение должно быть парламентом республики. Поэтому рано или поздно этот процесс нужно будет вести, это должен быть переговорный процесс. Кого туда привлекать? Само собой, федеральный центр должен участвовать, еще, может быть, будут ли вовлечены органы власти других субъектов, это вопрос волеизъявления вот, этих трех сторон, федерального центра и двух субъектов. Но то, что без этого мы ничего не сможем сделать, это очевидно, потому что силовой путь тут исключен, и должен быть правовой путь, политический путь. Над этим нужно работать, и нужно свои предложения, не дожидаясь, что там захочет или не захочет та сторона. Эти предложения нужно выносить на обсуждение публичное, в том числе и направлять федеральному центру. я хочу сделать подарок, поскольку мы нашим спикерам традиционно даем. Это мои рабочие материалы. И последнее, что мы должны сегодня сказать. Ингушетия на сегодняшний день какие-нибудь действия нашей нынешней властью предпринимаются для решения по возвращению земель ингушских, которые были переданы и Чеченской Республике, и Северной Осетии? Это первый вопрос. И второй вопрос. Красив Альхан сказал то, что для нас и Аушев, и Зязиков, и Евкуров должны быть хорошими. Так на сегодняшний день халку живет, Евкуров, Хамдия, Аухал, по сути, первый президент, который судился со своим народом. Так он говорит, из дикуя, из равахтачу, хакова хативен, шинца хальяхта республика, из равахтачу, из дикуя, равер, ждак, вот хофу дидириш. Я, честно говоря, не смогу вам ответить, потому что я не обладаю информацией, что сейчас на данный момент делается в этом вопросе. Что можно было бы сделать и что нужно было сделать, я имею представление.
Но что, может быть, какой-то есть у них план, намерение, я не знаю, честно говоря, я не могу вам ответить. Не делятся, не делятся. Судя по тому, что... Потому что он сказал, Вот мы все собравшиеся полностью все прослушали. У нас есть предмет для аналитики. Вот мы послушали старших. На мне буквально вот поколение выросло на этом конфликте. Сомкованный конфликт, ютьюб. Вот мы каждый год встречаемся, мы все одно и то же, мы перемалываем, обсуждаем. Вот вы, студенты, вот вы, допустим, задаете вопросы Алихану Харсееву, Аюбу Гагиеву, там, Исеха Матхану. Вы что сделали, чтобы помочь решить как-то вот этот конфликт? Вы стараетесь хорошо учиться, налаживать хорошие отношения, коммуникацию создаете, другие связи подожди, ты уже задал вопрос, я тебе отвечу. Но я всем, я просто напутствую, и вам, и себе прежде всего. Вы и там, где мы должны тоже стать Алиханами Харсиевыми, Аюбами Гагиевыми, мы должны для этого учиться. Они также становились сами, им никто не помог. Вот у них обширные связи, знакомства в разных сферах, в разных структурах. Они умеют общаться, находить общий язык, понимаете? Это мудрые люди, не один Алихан. В общем, вот вы их послушайте, а потом делайте свои выводы, осмысливайте, берите все хорошее. Если вам сказали, оставьте, не обсуждайте, идем дальше. Решаем свои вопросы дальше. Вы должны решить, мы должны решать эти вопросы. Нам надо становиться личностями, такими же серьезными, громкими, высокими личностями, как они. Как говорят, мы что, не спрашивайте, что Родина сделала для вас, а спросите у себя, что вы сделали для Родины. Поэтому оставьте эти интернеты, вот особенно ругани, матершины, оскорбления своих, кто бы он не был, кто бы он не сделал. Объективно сказать правду, да, ничего страшного. Но вот этот переходить на личности, оскорблять, принижать, мелкая, дуадыш, она, хотел сказать все, потом мы завершаем, потому что Мустафе завершаем, к сожалению, мы должны... Вот сказано, Бакул Биаряс, Лукон Биаряс, Сволочь в отвес, Юрусбек в отвес, генерал Николай Лухован, Галгава, пока. Вот. У каждого свое мнение, но когда мы на него начинаем демонстративно выливать помои, на всем благосфере, в мире это все читаем. Туна Бартховец, Вей Бартцеховец, Вей абсолютно это раз. Во-вторых, то, что касается блогеров, продолжение. Я уже года 3-4 назад сказал, вот я встречался с блогерами в Израиле, сделайте, выработайте какой-то свой стиль. Вот я сделал пусть будет такой бренд ингушский блогер. Вот вы собираетесь между собой. Человек, который позволил себе вот это, он долбится, его надо исключать. Он барахло. Он ничего не сделает. Он никогда ничего не сделает. 100%. Поэтому вот вы должны вот таких исключать из своей среды. Вы должны сделать бренд ингушский блогер лучший. Самый эздил диве, эздил галлай. Вот там надо показать. Вы вот это можете сделать. Вот вы сейчас, вот ты спросил, что вы можете. Вот это вот сейчас вы можете сделать. Вы можете исключить из своей массы. Вы сейчас все блогеры, все там в этой сети там находитесь. Вот таких юношей и девушек в том числе, которые просто не следят за своей речью, которые мало, ислам мало. Это все остается. Это остается на десятилетия, на столетия. Вот вы должны сегодня, первое, то, что вы должны сделать, вы должны выработать и работать над брендом ингушский блогер. Вот это вы должны сделать, вот это ваша задача, минимум, то, что вы должны сделать. Юнусбек, вот такое, Юнусбек, в общем, сегодня пример, если я отсюда. Да, не берете из него пример, если вы считаете. Он, наверное, говорит Да, Сергей Михайлович, Мустафа Загиев, я системный администратор.
компьютерщик просто на выезде. Здесь почему у меня возникло желание что-то сказать, два момента было. Первый момент — это то, что про интернет здесь высказывается в неком таком негативном ключе. Хочу просто сказать, что от того, что все, кто здесь сидит, будут высказываться в интернете, об этих публикациях, плохо, да, они перестанут скорее быть депутатами, но интернет будет существовать. От того, что мы будем говорить этим людям, Я и там, так не писать... перестану, друг, я уже перестал, даже не думал, сейчас что там, что там. Александр, если вы позволите, я договорю. Да, я так понимаю, Я тоже просто есть не такие имею правила. возможности просто делать такой демарш, иначе В общем, да, в интернете... интернет Бацова захватывает. Я могу сказать, Александр. А можешь, конечно. Дело в том, что в интернете, вот вы приводите пример вот этого парнишку, да, хороший парень, интересный, откровенный, вот этот Артем Платов. Как вы думаете, каким образом он дошел до того пути, до которого он дошел? Вы думаете, он не ошибался? Вы думаете, он не писал? Да и сейчас он ошибается 100%. Поэтому наша проблема, интернет, СМИ, социальные сети, хотим мы этого, не хотим, является частью общественно-политических процессов во всем мире. Поэтому самое мудрое, самое главное, да, это тролли и так далее, они есть везде. И в реальной жизни есть идиоты сейчас на улице. Но от этого мы не говорим, что люди, которые на улице, там идиоты все. Тролли возникают там, где есть информационный вакуум. Первый момент, первая причина их возникновения. Информационный вакуум нам создали. Второй момент. Тролли возникают там, когда человек пишет от своего имени. А все, кто меня знает, знают, что я всегда писал под своим именем. Из-за этого многократно ко мне приезжали люди. Люди пишут некоторые не под своим именем, потому что когда к ним приходит домой, власть, да, она это узаконила. Может прийти какой-нибудь там, не знаю, там, участковый. Для какой-то семьи факт того, что участковый пришел, уже они считают конец света. Там, или какая-то машина остановилась рядом с домом. Поэтому мы знаем, мы очень консервативны. Нам надо, на мой взгляд, наоборот, людям нужно, да, писать по своим именам, не писать за то, что вы не сможете ответить. Но так как это часть общественно-политического, всей нашей жизни, да, чем дальше, тем больше, мы, возможно, вообще станем виртуальными, откуда мы знаем, что будет там дальше. Наоборот, надо принимать активное участие, я считаю. Депутат, допустим, или там судья, есть понятие дикса. Я считаю, что Алихан Фарсиев дикса. По моим умозрительным каким-то, да, внешним качествам. Но как депутат он меня абсолютно не устраивает. И у меня есть это право, я часть этого народа. Да? Есть Анжела, просто здесь Алихан перешел на личность, я это услышал. До этого я не собирался вставать что-то говорить. Есть Анжела Матиева, одна из активистов протестного движения. И я ее никогда не видел. И, честно говоря, она меня как человек не совсем устраивает. Но как общественная нагрузку, которую человек взяла на себя, она меня устраивает больше, чем все наши депутаты, сенаторы, все вместе взятые. Почему так происходит? Почему так происходит? Потому что, почему это так происходит? Потому что в момент X, час X, в сентябре или в октябре, да, когда это происходило, почему-то те люди, которые обременены определенными обязательствами, это не частная лавочка. Депутатство не частная лавочка. Даже если ты всю жизнь был бизнесменом, депутат это депутат. Глава администрации это не частная лавочка. У людей возникли вопросы. Власть не способна была выйти к людям лицом в открытую и сказать: Ажил Ярадулус, Ярадулус. Мы смотрели эти онлайн-трансляции, мы видели под НТРК, там, 2 недели шли вот эти онлайн-трансляции, и мы видели, сколько чиновников туда выходило и что-то говорило. Поэтому я хочу сказать, что интернет это часть нашей жизни, это скорее реплика, да, такая, в принципе, ответы тут, я примерно знаю ответы. И мы здесь, еще последнее, Марьям, мы здесь встретились не для того, чтобы задавать вопрос Алихану Фарсиеву. Их огромное количество, меньшее мере, чем другим депутатам. Это не так. А это не та площадка, да. Если наш уважаемый депутат хочет проговорить про это, об этом надо объявить дату и сказать: приходите все, пожалуйста, я готов, я открыт. Ну, примерно я говорю. Поэтому эта площадка, да, да, Белоряс. Дураком уже тут называют, все, кто говорят в интернете плохо, они подлецы, если они говорят. Но власть обязана быть открытой. Обязана быть. Отвечу сейчас. Значит, что я должен был по поводу Саутиева сделать?
Я за нее дал поручительство. Я за нее дал личное поручительство, что я лично отвечаю за нее. И это везде было. Что я еще должен был сделать? Мы можем В тюрьму, подожди, ну я тебе задаю вопрос. Что я еще должен был сделать? Я дал деньги на адвокатов, когда меня попросили. На их. Дал на других, на ППСников дал. Что я еще должен был сделать? Вот ты говоришь, слушай, давай теперь, что я еще должен был сделать? Как кто? Как депутат. Как депутат список большой, Алихан. Ну подожди, ну что, подожди. Ну, давай встретимся. Нет, не надо мне Можно я встречаться. скажу? Алихан, вы не правы. В чем? Вот в чем? В том, что вы сейчас обвиняете. Эти люди, которые аплодируют, Подождите. которые Подождите, аплодируют, вы у них эти сказали. вопросы тоже есть. Нет, самое дело. Ликсак, что так бывает? Дайте я скажу. Могу я сказать? Я была тоже работала. Свято, женщина. Алихан. Я тебе сейчас скажу на второй. Не-не-не.